Спонсор трансляции соревнований – Якутская национальная компания «Камелек». Посуда, сувениры, подарки. Добрый день, дорогие зрители, любители спорта. Вот и наступил долгожданный день. Финальные бои по боксу шестых международных спортивных игр «Дети Азии». Первыми на ринг, который установлен в спорткомплексе Дохсун, выйдут девушки, а затем юноши будут боксировать за золото игр. С вами мастер спорта Советского Союза по боксу, эксперт боксерских поединков Александр Афанасьевич Пресытов и я, Владимир Малуков. Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня встречается 18 финальных пар. 5 финальных пар среди девушек и 13 финальных пар среди юношей. В финал вышли 12 казахстанских боксеров. Сибирский федеральный округ 6, Саха-Якутия 6, 4 юношей и 2 девушек. Монголия, Корея, Дальневосточный федеральный округ по 2 боксера. Азербайджан, Ирак, Филиппины, Киргизия, Уральский федеральный округ по 1 боксеру. Ну, сейчас начнется последний этап и будет решаться судьба золотых медалей, ну и серебряных. Проигравший получит серебряную награду, а победители получат золотые медали шестых международных игр «Дети Азии». Пользуясь случаем, разрешите мне объявить состав сборной команд, олимпийской сборной команды Российской Федерации, которая будет выступать на высшем спортивном форуме 4-летия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 6 по 14 августа. 49 килограмм Василий Егоров, наш земляк, якутянин. 52 килограмма Миша Алаян, Новосибирск, Московская область. Владимир Никитин, 56 килограмм, Белгород. Адлан Абдурашидов, 60 килограмм, Чечня. Виталий Дунайсев, 64, Белгород. Андрей Замковой, 69, Хабаровск. Артем Чеботарев, Московская область. Саратов, 75 килограмм. Петр Хомутов, 81 килограмм, Санкт-Петербург. И Евгений Тищенко, до 91 килограмма, Белгород. И среди женщин получили путевки 2 спортсменов. Анастасия Белякова, 60 килограмм. И Ярослава Якушина, 75 килограмм. Анастасия Белякова, кстати, приезжала к нам в Якутск на первенстве мира среди студентов и заняла 1 место. Любители бокса знают ее. Уважаемые зрители, первая пара уже выходит на ринг. Это Лидия Таскаева из Сибирского федерального округа. Она будет на ринг с красного угла. И Анар Кожа, представительница Республики Казахстан. Спонсор трансляции соревнований по боксу — Якутская национальная компания «Камелек». Посуда, сувениры, подарки. Итак, мы ждем начала финальных поединков по боксу шестых международных спортивных игр. Выходят девушки весовой категории до 46 килограммов. Решающая встреча, решающий бой, который выявит золотую медалистку. А ее соперница, естественно, будет обладательницей серебряного приза. Вот сейчас, как я сказал, 3 девчонок из Казахстана вышли в финал. Вот в 5 весовых категорий. Ну вот первая, значит, вышла вот Кожа Анар с синего угла. Она будет встречаться с Таскаевой Лидией с северо-восточного Сибирского, то есть, простите, Сибирского федерального округа. Секунданты дают последнее наставление, и через несколько секунд начнется финальный поединок до весовой категории до 46 килограмм среди девушек шестых международных спортивных игр «Дети Азии».
Ну, среди взрослых боксеров шлем маски уже отменены. А сейчас девушки, женщины и юноши боксируют в шлем масках по правилам соревнования АИБа. Конечно, забота о здоровье человека в первую очередь, о здоровье спортсмена. Вот и начался первый финальный поединок 6-х международных спортивных Дети Азии. Посмотрим, как будет протекать бой. Красного угла Лидия Таскаева, Сибирский федеральный округ, и боксер из Казахстана Кажа Анар. Бой начинается с разведки. Все-таки так. Девчонки сильно не спешат. Вылетела под капа у боксера красного угла Лидии Таскаевой. Ну, сейчас продолжается. Первый раунд продолжается. Казахская сборная, как я сказал, 12 финалистов, трое среди девочек, а 9 боксеров среди юношей. Это Вот. говорит о том, что Казахская республика привела на эти игры очень сильный состав. Казахстан постоянно приезжает на наши соревнования полным составом и очень сильными, хорошо подготовленными боксерами. Вот бой идет. Так, активнее работает боксер красного угла Лидия Таскаева. Контратакующую тактику приняла боксер из Казахстана Кажа Анар. Ну, желание обоих, конечно, есть, но они как-то себя берегут, силы, кажется мне. Не понимают, Ну, что сейчас на кону высшая награда этих игр. И вот заканчивается первый раунд, и с красного угла вы видите, отдыхает Лидия Таскаева. Она из города Иркутска, представляет Сибирский федеральный округ. 2000 года рождения. Вот мы видим, как она боксирует в первом раунде. В принципе, равный бой получается. Лидия занимается боксом 4 года, провела 20 боев, 12 из них одержала победу. Так что опыт В есть. замедленном повторе, более точнее, спортсменка с синего угла Кажа Анар. Начало было хорошее, потом вот В основном она строит в контрдействиях свою тактику и достает прямыми ударами с дистанции. И вот второй раунд. Посмотрим, будут ли изменения в ходе боя. Вот тоже так хорошо встречает, но останавливает. Легкими ударами, правда, но достает. Лидии Таскаевой надо как-то подготавливать атаку. Она без подготовки бьет и натыкается на встречные, ответные прямые удары. Вот. Подготавливать надо бы. Ну вот видите, как видно же, сами видите, идет вперед, но желание победить, конечно, огромное у обоих. Стать победительницей международных спортивных Дети Азии, но вот второй раунд казахстанская спортсменка выигрывает, я вижу. Не спешит, спокойно Встречает своих встречает, соперниц. останавливает, да. В основном прямыми ударами. Вот. Когда начинает как-то обострить, но сама получает удары
Сейчас слева попала Лидия Таскаева. И в Иркутске боксеры тоже к нам постоянно приезжают на детях Азии и всех соревнованиях, которые у нас проводятся, турниры всероссийские. Связь между Иркутской областью и Якутской республики неплохая с давних времен. Традиционно мы держим тесную связь с нашими соседями. Да. Ну, Заканчивается второй раунд, и познакомимся со спортсменкой в синем углу. Это Анар Кожа, представляет Казахстан. Родной город, где она живет и тренируется, это Алма-Ата. Она сверстница Лидии Таскаевой, 2000 года рождения. В 2016 году Анар Кожа стала чемпионкой Республики Кыргызстан в своей возрастной категории. 28 боев она проводит в ринге, это 29-й получается. И занимается боксом 2 года. Это казахская спортсменка. И вот мы видим, как она встречает свою соперницу. заключительный третий раунд. Ну, в этом раунде, если не переломить ход поединка в свою пользу, Лидия Таскаева победа, наверное, одержит спортсменка из Казахстана. Вот видите, активно действует. Но, Лидия старается все-таки. но вот нехорошо. Переломить ход боя, но это сложно. Готовить надо атаку. Но она неудобно, видите, быстро контратакует, отходит, хорошо чувствует дистанцию. Вот, попадает Чугу. Надо почаще надо атаковать. Вот. Казахская спортсменка отдает инициативу вроде бы, но она она грамотно встречает. Контролирует. Зачем ей надо это ввязываться? Ближний бой, она где там проигрывает. Вот, попала справа. И по полученным завоеванным медалям по всем видам спорта впереди идет это Сибирский федеральный округ. Да. Казахстан на 2-м месте и на 3-м месте команда Саха-Якутия. Ну, по вчерашнему дню. По данным вчерашнего дня, так и было. Сибирский федеральный округ лидирует в неофициальном медальном зачете. Они серьезно подошли к этим играм. Обучение у казахских тренеров идет очень грамотно. Тактическая подготовка и техническая. Поэтому вот видите, как зрелый спортсмен разбирается в ситуациях. И вот завершается третий раунд решающего поединка в весовой категории до 46 килограммов у девушек. В замедленном повторе мы увидим, как протекал бой. В принципе, оба старались, выложились как могли, потому что на кону высшая награда 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». Вот мы видим, как прямыми ударами достает свою соперницу казахская спортсменка. А вот сейчас судьи вынесут решение, кто стал победителем этих игр, а кому достанется серебряная медаль. Все в ожидании.
Сегодня зрителей стало чуть больше, чем вчера. Но в финальном поединке интерес больше. Чем всегда. Каза Анар. Да, и казахская Победительница. спортсменка Анар Каза становится победительницей шестых международных спортивных игр «Дети Азии». Она хорошо подготовилась, провела грамотно свой финальный бой. И вот мы видим, как она становится победительницей в весовой категории до 46 килограммов среди девушек. Тренеры казахской сборной команды болеют, конечно, за свою подопечную. Ну, замедленным повторе хорошо видно, что ведет, выигрывает боксер синего The угла. referee of the second bout is Umarov. Итак, Judges are Pavlov, мы Меридиязов, ждем следующую пару. Абдураманов, Это Янбаяр, Дудинский. Мичелина Сантаева и Кейлман Диана, который будет тоже представлять Республику Казахстан. А Мичелина Сантаева — это наша спортсменка, представительница Республики Саха. Весовая категория до 50 килограммов. To the ring are invited boxers of weight category 50 kilos. Michelina Santaeva, the Republic of Sakha. Diana Keilman, Kazakhstan. Приглашается вторая пара Вот боксеров. спортсменки Красный угол появляются Сантаева, Мичелина, в центре Кельман, площадки и Диана, скоро выйдут на ринг. Казахстан. Синий угол. Внимательно будем следить за ходом боя у Мичелины Сантаевой. Она с красного угла. In red corner, Michelina На ваших Santaeva, экранах the наша Republic of спортсменка. Sakha. В красном углу Зрители Мичелина Сантаева, встречают очень Республика тепло. Сейчас In посмотрим, blue как corner, Diana Keilman, будет Kazakhstan. протекать второй финальный поединок среди девушек. Ну а ее соперница — это Кейлман Диана. Диана Кейлман сейчас вот будет проводить бой с нашей спортсменкой. Красный Вот угол прозвучал гонг, Мичелина. начинается бой. Красный угол Мичелина Сантаева, синий Кейлман Диана, Казахстан. Наша спортсменка хорошо подготовилась к данным соревнованиям. Проведены были многоэтапные сборы. Она все эти прошла. И первый поединок, ну, полуфинальный поединок она в хорошем стиле выиграла. Ну, сейчас посмотрим. Кейлман Диана, она с Казахстана. Это тоже говорит о многом. Вот, хорошо попала. Да, С левой якутская сбоку. спортсменка грамотно выстраивает свой бой. Нет, ну только начало. Попадает. Только начало. Но это начало. Вот фундамент хорошее начало, прежде половина всего. дела, говорят в Да. народе. Ну вот видите, сейчас начало только поединка. Тактику какую воспринять. Диана Передней она с рукой она Казахстана. достает очень Диана хорошо. Казахстана, она с дистанции, если будет далеко работать хорошо, ну молодец. Мичелина. Этот эпизод она вышла в выигрыше. Но надо быть осторожным, не раскрываться.
Нет, это бой. У Дианы-то высокий рост, длинные руки. Мичелина тоже дистанции пропускает. Надо как-то подготавливать. Вызывать надо, мне кажется, дистанции. Но она опаздывает моментами, пропускает прямые удары. Вот, хорошо сейчас. Да. Надо идти вперед, вот, поближе к канатам, когда стоит. Вот. Передней рукой-то она хорошо Доставать, достает. доставать надо. Вот завершается первый раунд. И в красном углу Мичелина Сантаева из города Якутска, представительница сборной команды Республики Саха. Она является победителем первенства республики и Дальневосточного федерального округа 2016 года. 3,5 года уже занимается боксом. 18 боев провела, из них в 12 одержала победу. И в повторе мы увидим, как выстраивает свой бой наша спортсменка. В повторе хорошо видно, что бой идет равный. Преимущество в обоих там пока это самое. Они обоюдно достают друг друга. Ну, минимально преимущество может судьи посчитать. Кого-то может минимально. Кстати, секундирует Мичелине заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и чемпионка Европы Гюрза. Ну, Оксана Васильева. Оксана Васильева. Ну, это что она помогает сборной команде республики среди девочек. Это очень здорово помогает, наверное, девчонкам нашим принять опыт опытного спортсмена. Вот. Второй раунд. Также начинается. Ну, бой равный пока. Середина боя скоро будет. Вот. Хорошо попала. Молодец. Надо активнее. Активнее. За счет количества ударов можно выиграть. А если так играть, так в дистанции их будет трудно. Вот тут надо наращивать. Темп наращивать, идти вперед. Зайти поближе надо. Вот, перехватывать. Затем останавливаться не надо. Выдержит она. Вот тут надо работать. Ведь она внимательно. Казахская спортсменка внимательно очень. Ну вот, ввязывается ближний, надо этим воспользоваться. Воспользоваться этим надо. Мичелине. Вот еще дальше идти. Дальше. Вот. Молодец. Молодец, Мичелина. Казахстан менее активнее. Контратак тоже можно почаще делать. Вот, хорошо. Лево. Передний все время работать надо, Мичелине. Передний мало работает. Передней рукой-то она хорошо достает. Достает. Она только мало бьет. Но она подбирает хороший момент, видимо. И поэтому достает. Вот, хорошо. Сейчас тоже передняя рука. Передний. Дальше наращивать. Хорошо. Ну, вот кажется, заканчивается второй раунд. И с синего угла Диана Кейльман. Она живет в городе Павлодар, представляет сборную команду Казахстана, 2000 года рождения. И она является призером чемпионата Республики Казахстан 2016 года. Боксом занимается всего-то 1 год, но уже вот видите, она представляет республику свою и вышла в финал. Очень хорошие данные. Она хорошо чувствует. Прямые удары тоже достает дистанции. Но по бою наш спортсмен, мне кажется, в выигрыше. Ну, будем считать, что второй раунд за нами. Ага, выигрыше второй раунд. Да. И начинается третий раунд, решающий. Вот здесь все и будет решено. Ну вот, правильно. Установку дали. Он идет вперед. Надо с уклонами подходить, не спешить. И надо наращивать темп. Темп надо наращивать. Вот тут надо работать. Вблизи. Вот хорошо. Закончил правобоковым серию ударов. Вот тоже хорошо.
Так его сбить надо, его с темпа. Дистанции не надо так играть с ним. Надо идти вперед. Но с умом, вот он хорошо все делает. Вот, удары-то проходят, но вот Диана раскрыта, приглашает свою соперницу атаковать. Вот, дистанции хорошо чувствует. Вот не надо дистанции, надо поближе. Закрыться, поближе подойти, мне кажется. Отпускает. Отпускает. Вот. Работает. Вот, хорошо. Надо почаще работать. Вот, молодец. 3 удара уже прошли. Вот. Но в то же время Пару она ударов тоже сама пропускает. Ну, пропускает-то. Некоторые Пропускает, удары. но четко попадает. Через руку, Работать, например, работать, ударила работать. Диана. Работать надо. Я не работаю, хорошо. Но надо воспользоваться тем, что Ну, хорошо, молодец. Диана Молодец, молодец, молодец. не поднимает руку. Раскрывается Она иногда. далеко стоит. Вот когда близко, надо работать. Вот хорошо. Ну, молодец. Вот, навязывать свою манеру надо. Вот тут. Все, Вот. закончен. 2 минуты позади. Сейчас вот мы будем решать, вернее, судьи решат, кому отдать победу в этом финальном поединке. Что Диана, что наша Мичелина, они выложились на все 100. Каждая хотела одержать победу в этом бою. По бою, мне кажется, это больше попаданий у нашей. Не знаю. Вот в замедленном повторе видно, как протекал бой. О, поздравляем Мичелину Сантаеву с победой. Она становится обладательницей золотых медалей вот этих 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». Она приносит своей республике первую золотую медаль в боксе. Молодец. Так держать. Пожелаем успехов в дальнейшем. И вот победный финал. Она хорошо, видим. хорошо работала левой передней рукой и доставала. Гюрза болеет за свою подопечную. И вот благодаря, наверное, правильным установкам тренеров тоже эта победа была достигнута. Мичелина радуется своей победе. Конечно, надо радоваться. Молодец, она принесла золото в копилку сборной команды Республики Саха. И начинается, подготавливается, вернее, церемония цветочного награждения победителей первой пары среди девушек. Награждение производит Засеев Султан Сергеевич, заместитель главного судьи 6-х международных спортивных игр детей Азии, заслуженный тренер России, город Пермь. Flowers will be presented by Zaseev Sultan Sergeyevich, Deputy Chief Referee of the 6th Children of Asia International Sport Games, honored coach of Russian Federation. За третье место награждается Касимова Сами, Таджикистан, и Танбаяр Исуген, Монголия. Third place, Касимова Сами, Спортсменка из Таджикистана и Монголии, они удостаиваются
бронзовых медалей. И вручается букет цветов. За второе место награждается Таскаева Лидия. Второе Россия, место Сибирский у федеральный округ. Анар Кожа. Таскаева Лидия, Russia, Вернее, Federal District. За первое место Лидия награждается Таскаева, Сибирский федеральный округ. Кажа Анар, Казахстан. И победительница, спортсменка из Казахстана Анар Кожа. Поздравляем спортсменку с успехом. Большим успехом. Казахстанские спортсмены ликуют. Они всегда коллективом болеют за своих во всех видах, во многих видах спорта. Но это помогает спортсменам. Награждение победителя Первая чемпионка по боксу. международных спортивных Фотосессия игр, на память. спортивных игр девушки. Азии. Казахская Вот спортсменка они Кажа стоят, Анар. триумфаторы шестых международных спортивных игр «Дети Азии». И вот мы будем продолжать программу финальных боев боксерских шестых международных спортивных игр «Дети Азии». Сейчас мы ждем The referee of the third bout is Lee Hyo. Judges в are весовой категории до Минакова, 52 килограммов Васильев, Романенко, Ачирсах Энхма, которая представляет Монголию. Она выйдет на ринг с красного угла. И Даулетджан Кызы Эркежан из Республики Казахстан. The ring are invited boxers of weight category 52 Вот kilos. третий финал Очерсух Энхма, среди девушек и Монголия, третья Еркежан Даулетжан спортсменка Кызы, из Республики Казахстан. Казахстан будет бороться за высшие награды игр. Спортсменки выходят на ринг. Казахстан. In red corner, Очерсух Энхма, Энхма Ачирсух, представительница Монголии. in blue, С синего угла Эркежан Даулетджан Кызы, in blue corner, Еркежан представительница Республики Казахстан. Девушки предельно сосредоточены на финальный бой. Все внимание на амуниции, все в норме. Бой начинается. Красный угол монгольская спортсменка Энхма. Синего угла Эркенджан, Казахстан. Оба спортсменки хорошо подготовлены, видимо. Это последний год в Монголии тоже в мировом боксе хорошо себя зарекомендовал. Казахстан, сами знаете, вот решительно пошла вперед монгольская спортсменка. Казахстан тоже готов контратаковать.
Вот без разведки начали бой. Решительные удары в атаку, серийные, одиночные. И видно, что девушки настроены серьезно. Вот попадает слева, справа, то есть Казахстан. Вот дистанции, прямыми ударами. Вот хорошо. Не спешит. Так успокоиться надо. А то на одном желании очень трудно будет. Попадает прямыми ударами. Все хорошо видно. Очень много раз прямыми ударами попала в голову спортсменка из Казахстана. Монголка ждет, но достойной контратаки не проводит. Вовремя принимает защиту казахская спортсменка. После сразу переходит в контратаку. Прозвучал гонг и известил о том, что первый раунд закончился. В красном углу Эмхма Атирсу, представляющий Монголию. Она из Улан-Батора, 2000 года рождения. Боксом занимается уже 4 года. Тренер у нее Голдбаатар. Монгольские спортсмены часто приезжали к нам на матчи, международные встречи. Были у нас серебряный призер чемпионата мира Отхон Баяр. Это было в 1983 году. И бронзовый призер Олимпийских игр в Сеуле Энхват. Ну и они тоже нам как бы, взаимно, значит, обе команды помогали друг другу, обменивались опытом. Ну и результат. Бойко олимпийский чемпион подготовился в монголов. Да. И много олимпийских призеров. В Олимпийских играх в Пекине 2008 года Энхбатыр Бадар Улган в весовой категории до 53 килограммов стал обладателем золота. Это же большое достижение. Да. Готовят олимпийского чемпиона. И есть еще и призеры Олимпийских игр. Да. А вообще боксеры выступают в Олимпийских играх в Монголии от имени Монголии, начиная с 1972 года, Мюнхена. Да. Ну вот, вернемся к поединку. Боксер красного угла в начале раунда несколько ударов ее достигли цели. Ну, сейчас посмотрим. Вот. Казахская спортсменка пошла вперед. Это тоже правильно. У нее получается дистанция проводить прямые удары в атаке. Вот так. Вот тактику поменяла монгольская спортсменка, более активно. Видимо, секунданты ей подсказали, что менять надо настрой дальнейший. И поэтому она много бьет, атакует. В результате попадает, достигает цели ее удары. Ну, никто не хочет уступать, это финал. Конечно. Вот. Казахская спортсмен удары достигает до цели. Ну, молодец. Это хорошая серия провела. Она врасплох попадает и дальше продолжает. Вот так надо работать. Раз попал, так надо добавлять несколько ударов в этот же момент. Если упустил момент, это уже потом по новой надо готовить. Это что было? Это поскользнулось. Нет, это как-то равновесие потерял. Да, вот Второй раунд позади, и в синем углу отдыхает Даулетжан Кызы Эркежан из Республики Казахстан. Она заняла первое место в чемпионате своей республики в 2016 году. 2001 года рождения, моложе на год, чем ее соперница. Вот хорошо, эти страны все привозят сюда на наши игры первых номеров. Это говорит о многом.
о престиже игр Дети Азии в азиатском континенте вообще. Это хорошая возможность познакомиться со своими сверстниками, узнать, как идет процесс бокса у других стран. Проверяет практика. Проверяет своих уровень, возможность там добиваться над сильнейшими боксерами других регионов. Боксер синего угла уже начала с активных действий, и удары попали до цели. Ну, бой, конечно, идет более грамотно действует. Боксер синего угла достает дистанции и отходит вовремя. Не надо идти вперед ей вот в таком обмене ударами. Очень много ударов выбрасывает. Она проигрывает. Проигрывает она в ближнем бою. На дистанции держаться. И отходить с ударами. Отходить вот на дистанции и дистанции набирать. Вот такой ей подойдет такая тактика. Но она так отчаянно идет вперед. Боксер Монголии. Вот попадает уже боксер левша. Обе левши. Нет, казах. Да, казах. Второе место. Вот красивый поединок. Вот трудно будет решать судьям, кому отдать победу. Вот концовку хорошо. Концовка за казахом. За казахской, да? Спортсмен из Казахстана хорошо достал вот последние секунды. Сейчас решат судьи. Третий раунд позади. Вот мы увидели очень содержательный, бескомпромиссный бой. Обе спортсменки хотели одержать победу, пытались навязать свой бокс. Очень много выбрасывали ударов. И сейчас мы видим, как в третьем раунде боксировали спортсменка из Казахстана и Монголии. Достойно представляли они свою страну, вышли в финал. Сейчас мы узнаем, кто станет победительницей игр Дети Азии. В итоге в копилку сборной команды Монголии уходит золото, а расстроена казахская спортсменка. Она делала все возможное, чтобы достичь победы. Но судьи вынесли решение, что монголка была точнее. Она выбрасывала действительно очень много ударов. И она становится победительницей спортивных игр Дети Азии. Держит, отпускает руку. Ну, в желании победить не откажешь, Мхма Очерсух. Она выложилась полностью. Но казахские тренеры наблюдают за своей спортсменкой. В принципе, казахская спортсменка тоже не промах. Она достойно отвечала ударом на удар. И вот в итоге побеждает монгольская спортсменка. Расстроена, конечно, по-детски казахская спортсменка. Даулетжан Кызы Эркежан. Но серебро — это тоже успех. Готовится цветочная церемония награждения весовой категории до 50 килограммов, где наша спортсменка Мичелина Сантаева одержала хорошую убедительную победу.
Кстати, Мичелина Сантаева является племянницей мастера спорта СССР по боксу Николая Коновича Сантаева, который был в далеких 70-х годах, был одним из сильнейших боксеров Российской Федерации, призером России, призером Центрального совета добровольно-спортивного трудовые резервы. Вот. Традиция продолжается, так сказать. Девушки с подносами уже цветов вышли. Спортсменки занимают свое место. Weight category 50 kilos girls. Награждение производит Семенов Дмитрий Александрович, народный депутат Государственного собрания Иль-Тюмень. Flowers will be presented by Semyonov Dmitry Alexandrovich, the member of Sakha Republic's parliament. За третье место награждаются Кашкарева Виолетта, Сибирский федеральный округ, и Мингансарян Балсан, Монголия. Third place, Kashkarova Violetta, Siberian Federal District, Russia, and Mangansaran Balsan, Mongolia. За второе место награждается Тельман Диана, Казахстан. The second place, Telman Diana, Kazakhstan. И вот цветочная церемония награждения. Мы видим спортсменку из Казахстана. За первое место награждается Сантаева Мичелина, Россия, Республика Саха-Якутия. И The first place, нашей Santayeva радости Michelina, перед Russia, нами the Republic of победительница Sakha-Yakutia. шестых международных спортивных игр «Дети Азии», представительница Республики Саха Мичелина Сантаева. Поздравляем и тренеров, и ее за то, что они хорошо подготовились к этим играм. И фотографирование на память. Спортивная карьера девушек только начинается, и очень приятно, что наша девушка начинает свой спортивный путь с победы шестых международных спортивных игр «Дети Азии». Точного награждения победителя и призеров по боксу весовой категории до 50 килограмм среди девушек. И на ринге следующая пара в весовой категории до 57 килограмм. Алена Касьянова, Уральский федеральный округ, она выйдет с красного угла. И Анна Иванова, Сибирский федеральный округ. Дудинский, Павлов, Шашков, Аморов, Мередиязов. Рефери Минакова. Боковые Дудинский, Павлов, Шашков, Аморов, Мередиязов. Рефери на ринге уже занимает свое рабочее место. Уважаемые телезрители, в весовой категории 54 килограмма на ковер выходит наша спортсменка Кюнмей Татаринова из Республики Саха. И ее соперницей спортсменка из Монголии Гай Хоргонзул. Я опережаю события, сказал, что выйдут из УФО и СФО, но перешел через весовую категорию. Сначала будут боксировать спортсменки 54 килограмма. Кюнмей Татаринова, это наша представительница, которая вышла в финал соревнований. Против нее выходит спортсменка из Монголии Хоргонзул Долгиржанган.
Начинается первый раунд. Соперница у Татариновой ростом намного выше. И работает тройбой в дальней дистанции. Нас представляет Монголию. Монгольские спортсмены неплохо сейчас выступили. Но у нас спортсменка уже готовит атакующее действие. Ей надо поближе как-то подойти. Левша. Монгольская спортсменка. И внимательно ждет от дистанции. Встречает. Ну и атакует с дистанции. Но вот так на расстоянии надо держаться. Поближе подойти. Вот, хорошо ответила сейчас. Ну, застаивается, стоит. После атаки надо или принять защиту, или идти дальше вперед. Продолжать атаку. Ну, женский бокс у нас недавно начал развиваться, поэтому девчонки еще неопытные. Вот, хорошо. Вот так и держать. Вот такую манеру, такую тактику надо принять. Уклонами подойти и где-то возле канатов надо боковыми ударами не отходить. Монгол недостаточно хорошо использует свой высокий рост. Она что-то близко старается сама подойти, но это нам на руку было бы. Ну, вот конец раунда. Позади. Конец раунда она поняла, что дистанции работать. Ну, сейчас будет... Перед вами Кульней Татаринова, представительница Республики Саха-Якутия из города Якутска. Победитель в своей возрастной категории в Республике Саха 2016 года. Бронзовый призер турнира в Дальневосточном федеральном округе и победитель турнира сильнейших 2016 года. Помимо бокса она увлекается волейболом, пением и музыкой. 2 года занимается боксом у Ильи Иванова, Ивана Петрова и Родиона Соломинкина. Родион Соломенник является старшим тренером Республики Саха-Якутия среди девушек. Ну вот, Илья Иванов и девчонок тоже параллельно тренирует. Это тоже сложновато. Чуть-чуть отличается, конечно, отношение к девчонкам и мальчишкам. Вот видите, как я говорил, японская спортсменка в конце раунда уже как-то прощупала и поняла, что надо держаться на дистанции и атаковать тоже с дистанции. Не только контрить. Вот, видите, и секунданты, наверное, подсказали. Вот рисунок боя меняется. Ой, тяжело, трудно с высоким боксировать. Дальше левша, с левшой еще. Не достает ударов. Не надо спешить, надо себя вытягивать, надо как-то. Наши спортсменки на себя вытягивать, но все равно подойдет. Обманным движением корпусом надо финтить. Вот хорошо, вот так. Во-во-во. Как будто чувствуется наше желание. Вот тут дальше работать. Дальше надо работать. Не стоять. Вот. Увлеклась опять монголка. Поэтому вот, принимает встречный бой. Ну, это нам на руки. Ну, тут надо побольше бить. Точнее работать, заканчивать. Женский бокс включен 2012 года на Олимпийские игры в 3 весовых категориях. Вот недавно, в 2014 году в сентябре было здесь у нас чемпионат мира среди студентов. Там чемпионкой стала
Челябинска Анастасия Белякова. Она завоевала путевку и, значит, выступать будет в Рио-де-Жанейро. В синем углу Хонгорзул Делгерхангай, как она пишет в своей именной заявке боксера. Она 2000 года рождения, 5 лет занимается боксом, тренируется у Оюнбола. Вот мы видим, как протекал бой. Наша спортсменка пытается найти ключи к манере боя своего бокса. Она попадает близкого расстояния. Монгольские спортсменки дают указания секунданты, как надо вести бой. Сейчас мы посмотрим, Заключительный раунд от которого зависит этого очень многое. равного боя. Равный идет бой, мне кажется. Сразу Вот, мы сразу обмен пошли. ударами. Да, обмен ударом она пошла. Ну, вот это нам хорошо, если она так идет, но больше не надо стараться сильно все удары бить. Надо быстро и легко побольше ударов нанести, мне кажется. Вот тут не надо энергии тратить ввязываться в в борьбу. ближнем бою. Наши болельщики Скандируют наши. поддерживают бой- свою бой. спортсменку. Идет в равной так борьбе, так сказать. Вот, хорошо. Третий раунд неплохо Да, боксируем. Вот тут не надо отходить. Удар Не достигает не своей отходить. цели. Не надо отходить. Вот, пропускает удары, не для этого. Уклоны. Уклоны и сразу контратака. Вот тут. Ой, ёлки. Вот так вот, хорошо. Два боковых прошли. Главное не застаиваться, идти вперед, уклонами уходить от ударов. Вот, хорошо. Давай. Пиней, давай. Пропускает удары встречные. Хорошо. Вот, не отпускай. Отпускать надо. Идти вперед. Конец раунда. Несколько секунд осталось. Надо забрать концовку решающего раунда. Молодцо. Это Нет? уже Гон. прозвучал гонг, и мы с волнением, скажем так, ожидаем решения судей, кто из девушек станет победителем в этом финале. Или же Кюнлей Татаринова, наша спортсменка, или победу одержит спортсменка из Монголии Хонгорзул Делгерхангай. В замедленном повторе хода боя мы видим, как шел поединок. И сейчас объявляют победителя. И победила наша гостья из Республики Монголия. Хонгорзул Делгерхангай становится победительницей игр, а наша Кюнлей Татаринова становится обладательницей серебряной медали. И она будет участвовать в цветочной церемонии награждения. И вот мы видим, как добывала победу спортсменка из Монголии. Ну, наша спортсменка отвечает, хорошо отвечает иногда. Через несколько минут начнется церемония цветочного награждения победителя и призеров 6-х международных спортивных игр «Дети Азии» по боксу в весовой категории до 52 килограмм среди девушек.
Тем временем готовится цветочная церемония награждения весовой категории до 52 килограмм, где радость победы одержали наши гости. Сейчас мы увидим, пока некоторая задержка идет. Зрители ждут, когда будет награждение. Хотя и цветочное, но это все равно со своим пьедесталом. Представители команд находятся в зале спортивного комплекса Дахсун. Зрители финальной части боев боксерского турнира игр. Ну, если посмотреть историю игр наших по боксу, на первых играх было у нас 6 победителей, на вторых 4, на третьих играх было, значит, также 6 победителей. И на пятых играх, на четвертых, значит, простите, было 4, а на пятых играх было 5 победителей. Ну, сейчас на этих играх сколько будет, мы к концу программы финальных боев узнаем. За третье место награждаются Бесчастного Ксения, Сибирский федеральный округ, и Борисова Аина, Республика Саха-Якутия. И вот на пьедестал выходят спортсменки, которые заняли третье место. За второе место награждается Эркежан Даулетжан Кызы, Казахстан. На втором месте Эркежан Даулетжан Кызы, которая восприняла свое поражение близко к сердцу, расстроилась. За первое место награждается Ачерсух Энхма, Монголия. И на высшую ступень пьедестала выходит спортсменка из Монголии Ачерсух Энхма. Поздравляем девушку с Монголии с таким успехом. Тем более следующие 7-е международные спортивные игры «Дети Азии» согласились провести у себя представители Монголии. Через 4 года они будут принимать гостей. Фотографирование на память. Представители команд, тренеры запечатлевают этот момент, этот кадр. И, наконец, на ринге мы ждем ту пару, о котором я уже давно сказал, ошибочно. Это Алена Касьянова, Уральский федеральный округ, и Анна Иванова из Сибирского федерального округа. Весовой категории до 57 килограмм. Это последняя весовая категория среди девушек, которая завершает
соревнования среди спортсменок, которые были представлены в боксерском турнире. To the ring are invited boxers of weight category 57 kilos. Алена Касьянова, Урал Federal District, Анна Иванова. И вот мы видим на своих Siberian Federal экранах, District. как выходят спортсменки на свой заключительный бой, финальный. Весовая категория до 57 килограммов. In red corner, Алена Касьянова, Урал Federal District. Красным углом Алена Касьянова, Россия, город Челябинск. Спортсменка из Уральского федерального округа. Анна Иванова, Алена Касьянова была у вас перед вами. А это Анна Иванова, которая представляет Сибирский федеральный округ. Звучит гонг, и начинается финальная встреча в весовой категории до 57 килограммов. В красной форме Анна Касьянова, Уральский федеральный округ, а в синей форме Сибирский федеральный округ Анна Иванова. Ну, они, наверное, друг друга хорошо знают. Обычно это первые номера приезжают сюда на первенствах России. Они встречались. Ну, у них между собой не должно быть таких секретов. Друг друга хорошо знают. Вот поэтому бой начался без особых разведок. Пока преимущество кого не ощущается, с дальней дистанции работают девушки прямыми ударами. Как раз вообще красного угла сейчас хорошо провела удар справа, прямой через руку. Касьянова Алена. Вот, снова попала. Ну, Сибирский федеральный округ и Уральский федеральный округ. Это сильнейшие регионы в чемпионатах, в первенствах Российской Федерации. Ну, женский бокс, я говорю вам, что начинает развиваться вот недавно, в 2012 году был на Олимпийских играх была включена в программу. И в связи с этим вот везде, в регионах Российской Федерации, начали развивать среди девушек детский бокс и так далее. В красном углу Алена Касьянова из города Челябинск представляет Уральскую федеральный округ. Она является победителем этого федерального округа. 6 лет занимается боксом. 2000 года рождения. И мы видим моменты первого раунда, как шел бой между этими девушками, как они пытались переломить ход боя в свою пользу. Тренеры, секунданты наблюдают за этим боем. От Сибирского федерального округа в финале сегодня выступает 6 спортсменов, 4 юношей и 2 девушек. А с Уральского федерального округа 1 девушка, 1 человек вообще со всей команды. Вот.
Как раз Алена Касьянова, вот она единственный представитель Уральского федерального округа. Анна Иванова начинает работать с дальней дистанции. Она ждет, контратакующие действия воспринимает, но пока преимущество никого сильного не выявляется у этих спортсменок. Второй раунд идет. Вот. Ну, более точнее, вообще-то, я считаю, с синего угла спортсменку Сибирского округа. Но, ну, конец боя покажет, кто лучше в этом бою. Вот. Судейство здесь тут не видно, чего преимущество в конце только может посчитать судьи очки, нежели в других видах единоборства. Вот, хорошо, сейчас два удара оба прошли в голову. Вот. Ну, мне кажется, вот Сибирского федерального округа Анна Иванова пока в настоящее время преимущество имеет. То какое. Девушки, ну и женщины тоже могут обладать техникой бокса вполне наравне с мужчинами. Некоторых это сильнейшие спортсмены на Олимпиадах выступали, я видел. Там и сильные это женщины есть. В синем углу Анна Иванова, представительница города Новосибирска. Она защищает интересы сборной команды Сибирского федерального округа. Финалист первенства России. Увлекается единоборствами. 3 года, как она боксирует. Провела 32 боя, из них 24 одержала победу. Тренируется у Александра Васильева. Она является финалистом, значит, первенства России. Второй призер. Титулованнее, чем Второй призер своя соперница. Серебряная медалистка Российской Федерации в своем возрасте. Вот третий раунд начинается. Ну, более уверенно, конечно, держится призер финалистка России. Вот уже третий раунд она активно начинает. Сама уже атакующее действие начинает. Вот. Хорошо проходят ее удары. Ну, трудно, конечно, чувствую я девчонкам, конечно, вот биться. Но если раз они решили заняться этим видом спорта, должны осваивать все азы, все тонкости, техники, тактики этого вида спорта. Вот. Встречный удар хорошо провела красного угла. В красной форме боксер Касьянова Анна Иванова пока по очкам, мне кажется, ведет. Ее удары точно доходят до цели. Вот. И выглядит более свежее, чем соперница. Мне кажется, этот бой должна она довести до победного завершения. Если что, ничего не случится. Вот, хорошо. Браво. Падает капа. Идет, подбирают, и сейчас через несколько секунд вот бой возобновится. Капу наденут. Алена Касьянова выняла капу. Ну, устала Алена Касьянова. Ну, выигрывает Анна Иванова, мне кажется. Вот. Да, заметно.
некоторое превосходство боксера синего угла Анны Ивановой, представительницы Сибирского федерального округа. И сейчас мы ждем решения судей, каков будет вердикт. На ход боя вы сами видели. Александр Афанасьевич и мы предпочтение отдали спортсменке из Сибирского федерального округа. Сейчас посмотрим. The winner by unanimous decision of judges is in the red corner, Alena Kasyanova, Ural Federal District. Мы видим, что Алена Касьянова из Уральского федерального округа становится победителем. Вот так судьи посчитали, что она была более точна. Очень много ударов здесь в этом поединке мы не наблюдали. Борьба шла на равных. Бой шел на равных, и вот мы видим, как протекал этот бой. Ну, смотрите, как протекал бой, если вы так говорите. Концовка это идет или начало, все равно. Через несколько минут начнется церемония цветочного награждения победителя. Видим со многих ракурсов, как этот финальный поединок проходил. Тренеры болеют за свою подопечную, стараются вовремя подсказать. И победу одерживает спортсменка из красного угла Алена Касьянова. С тем мы и поздравляем эту спортсменку. И начинается церемония цветочного награждения победителя. она удостаивается золотой медали 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». И предыдущая пара, которая была на ринге, выходит на цветочную церемонию. Мы видим, как спортсменки заняли свои места. Девушки с подносом тоже. Награждение производит Куприянов Юрий Степанович, первый заместитель председателя правительства, руководитель администрации главы и правительства Республики Саха-Якутия. Flowers will be presented by Kupriyanov Yuri Stepanovich, the first deputy chairman of Sakha Republic's government. За третье место награждаются Адоева Анжела, Республика Саха-Якутия, и Айтбаева Джамиля, Казахстан. The third place, Adoeva Angela, the Republic of Sakha, Бронзовые Russia. призеры этих соревнований на And пьедестале. Айтбаева Их Джамиля, поздравляет Казахстан. Куприянов. За второе место награждается Хиндей Татаринова, Россия, Республика Саха-Якутия. Серебряный призер Second place, Kundey Tatarinova, the Republic of Sakha, Russia. выходит на пьедестал почета. И от рук Юрия Куприянова получает букет цветов. И, наконец, победительница. The first place, Delgar Hangay Hangarzul, Mongolia. Коргулзул Долгирхангай, спортсменка из Монголии, становится триумфатором этих игр «Дети Азии». И фото на память спортсмена и тренера фотографируются с Юрием Куприяновым. Завершена церемония цветочного награждения победителя и призеров. И, наконец-то, мы 54 килограмм. становимся свидетелями финальных соревнований среди юношей. Девушки, все весовые категории уже выступили перед вами. Некоторые познали радость победы, некоторые были разочарованы своим выступлением, когда остается только один шаг до победы. Но тем не менее, всех их мы поздравляем.
кого золотой медалью, кого серебряной. Это тоже большой успех большого предыдущего, скажем так, только начала победы. Девизом этих игр «Дети Азии» является начало побед, так что не стоит расстраиваться тем, кто занял серебряные позиции или бронзовые медали. Это только начало, все еще впереди. И вот мы видим, как выходит на центр ринга Шерхан Маликов. На ринг приглашается Маликов Шерхан, Азербайджан, и Нурсултан Нуридиев, Казахстан. Нуриддинов. Вот красного угла вы видите казахского спортсмена. Его соперник азербайджанский спортсмен Маликов. Вот это первая финальная пара среди юношей, весовая категория до 46 килограмм. Шерхан Маликов, он в полуфинале победил Ким Чалри, спортсмена из Кореи. Ну а Нурсултан Нуриддинов победил уральского спортсмена Альберта Ниязова. Экипировки проверили. Ну, сейчас боксеры готовы. Через секунды, несколько секунд уже начнется поединок. Первый финальный поединок среди юношей. Вот начинается первый раунд. Ну, боксеры хорошо подготовлены. Тоже они представляют такие боксерские регионы. Азербайджан тоже сильнейший регион на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх участвует. И, ну, Казахстан, вы сами знаете, сегодня вот 12 финалистов, считая группу девушек. Вот бой. Сразу высокий темп приняли спортсмены. Уже легко, как говорится, желание завоевать золотую награду 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». Вот азербайджанский спортсмен с красного угла активно бьет, и удары доходят до цели, хорошо подготовлен, очень быстро. Казахский спортсмен пока выжидал, ну и контратаки у него точно так тоже хорошо, быстро не достигают цели. Ну, сейчас второй, третий раунд покажет, что у кого лучшая подготовка. Оба боксера достойны друг друга. Казахский спортсмен, боксер левша. У него в этом должно быть преимущество. Азербайджанец очень так агрессивно, ну и обдуманно все атакует, все удары хорошо проходят в атаке. Контратаку, контрдействие предпочитает казахский спортсмен, как видите. Но удар у него точно тоже не доходит до цели. Этот раунд, ну, это мое личное мнение, судьи считают по-своему. Я думаю, азербайджанский спортсмен более активнее и точнее. С красного угла Шерхан Маликов боксирует, представитель сборной команды Азербайджана, 2001 года рождения, призер первенства Азербайджана среди юношей 2016 года. 4 года занимается боксом, провел 41 бой и 33 из них одержал победу. И вот мы видим, как азербайджанский боксер проводит первый раунд и как противостоит против него спортсмен из Казахстана. Второй раунд должен быть интереснее. Что предпримут тренеры и как они, боксеры, будут выполнять установки своих наставников.
во второй раунд. Нурсултан хорошо начинает контратаки и сам тоже активно действует. Он не ждет, уже опережает атаки азербайджанцев. Вот тоже опережал. Второй раунд начал более четко и быстро. Что-то вот тоже принимает атакующие действия азербайджанец. Маликов. Что-то у него не часто, как в первом раунде, атакует, но будет пока по очкам. Второй раунд, мне кажется, впереди боксер с синего угла. Первый раунд за красным боксером, красной формы боксером, я считаю. И второй раунд Нурсултан из Казахстана выигрывает по попаданиям. Вот, хорошо. Боксер из Азербайджана пару попал. Здесь тоже хорошо 2 удара. Ну, сейчас переломит. Вторую половину раунда возьмет. Но у него тоже будут шансы на успех в этом бою. Интересно, ребята. Даже вот такой уровень бокса в наших играх. Приятно даже вот смотреть. Как будто боксируют тут настоящие мастера. Наши игры делают очень большое дело не только нашим ребятам, но и нашим спортсменам юным, а всем спортсменам, кто участвует здесь. Они набираются большого опыта, проверяют себя сильнейшими спортсменами регионов. В синем углу Нурсултан Нуридинов из города Орал. Он представляет сборную команду Казахстана. Он является чемпионом Республики Казахстан в своей возрастной группе. А также он является финалистом международного турнира в городе Баку, обладатель серебряных медалей. Азербайджанский тренер и коллега боксер болеет за своего товарища. За своего воспитанника. Вот сейчас начинается второй раунд. И третий решающий раунд. Вот сейчас этот раунд решит все. Но преимущество в 2 раундах первых маленько все-таки было за красным. Боксером за Маликовым. Ну, сейчас вот казахский спортсмен, если переломит. Второй раунд был равный. Первый раунд за... Это точно таких у нас баллов нет. Там плохо. А раньше вот в кнопках судили. Там было видно, сколько ударов нанес. Ну, а сейчас отказались от этого. Это не оглашается. И в конце выводится решение 3 боковых судей. Красивый бой, чего не скажешь. Вот мастерство ребят. Вот таких играх вот любые международные соревнования, первенства Европы, даже вот я смотрел тоже достаточно и по телевидению, и ну и так наяву. Кровь пошла из носа у азербайджанского боксера. Везде, значит, уровень вот наших соревнований еще очень высокий. Уровень очень высокий. Вот в равном уровне идет поединок, 3-й раунд. Обмен ударами часто. Оба попадают. Казахстана, я говорил, 9 финалистов среди юношей. У Азербайджана 1 финалист, который сейчас оспаривает чемпионское звание.
Молодцы, ребята. Бескомпромиссный бой показывают. У них уровень мастерства достаточно высокий. Вот, закончился бой. Ну, будем ждать, как говорится, вердикта судей. В весовой категории до 46 килограммов выступали спортсмены. И были свидетелями 3 раундов, которые протекали перед вашими глазами. С красного угла выступал Шерхан Маликов, Азербайджан. С синего Нурсултан Нуриденов, который представлял сборную команду Казахстана. By unanimous decision of judges is in the blue corner, Nursultan Nurdianov, Kazakhstan. Казахский боксер объявляется победителем весовой категории до 46 килограммов. Поздравляем Нурсултана Нуриденова. Он увозит домой золотые медали 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». Скоро же он выйдет на цветочное награждение. Азербайджанский спортсмен тоже Момента боя. достойно, хорошо провел. Вообще очень такой равный бой. Через несколько минут начнется церемония цветочного Судьям, награждения конечно, победителя виднее, и и призеров то, что шестых посчитали международных спортивных очки. игр «Дети Азии» по боксу. Весовой категории до Вот сверстник азербайджанского боксера болеет за своего товарища. призеров подойти к пьедесталу. In a few minutes, we'll proceed with the flower ceremony of boxing in weight category 57 kilos, girls. Цветочное награждение. Тем временем мы видим подготовку цветочного награждения. Вот мы ждем церемониал, чествование победителей этих игр. Красивый бокс показали финалисты весовой категории до 46 килограмм. Следующая весовая категория 48 килограмм, где будут выступать Ян Алексеев, Республика Саха-Якутия, и Жиксин Бибарс, Казахстан. Начинается церемония цветочного награждения победителя и призеров Начинается шестых церемония международных цветочного спортивных награждения. игр «Дети Азии» по боксу. Весовой Девушки категории цветами и до спортсмены 50 занимают свои килограмм места. среди девушек. We are now starting the flower ceremony of the 6th Children of Asia International Sport Games in boxing, weight category 57 kilos, girls. Награждение производит доктор Абдулла Бессалем, почетный вице-президент Международной ассоциации бокса. Flowers will be presented by Dr. Abdullah Besalem, honored Vice President of International Boxing Association. За третье место награждаются Калдыбай Адина, Казахстан, и Холова Эдима, Таджикистан. The third place, Kaldebay Adina, Kazakhstan, Holova Idima, Tajikistan. Вручается букет цветов обладателям бронзовых наград этих игр. За второе место награждается Иванова Анна, Сибирский Анна федеральный Иванова округ. The second place, становится Ivanova Anna, обладателем Siberian серебряных Federal медалей. District, Russia. За первое место награждается Касьянова Алена, Уральский федеральный округ. The first place, Kasyanova Alena, Ural Federal District, Russia. И представительница Уральского федерального округа становится победительницей и обладателем золотых медалей 6-х международных спортивных игр «Дети Азии».
Мы видим радостные лица триумфаторов боксерских поединков на играх и ждем появления боксеров весовой категории до 48 килограммов, где будет выступать наш спортсмен Ян Алексеев, представитель Нюрнбергской школы бокса, и грозный соперник Джексан Бейбарс, представитель Республики Казахстан. Рефери сетной пары Мурат, боковые. Миянбаян, Зиянов, Азиев, Абдураманов, Романенко. To the ring are invited boxers of weight category 48 kilos. Ян Алексеев, the Republic of Sakha. Бейбарс Джексан, Казахстан. На ринг приглашается Ян Алексеев, Республики Саха. Боксеры в зале. Мы видим Бейбарс. казахского боксера Джексана Бейбарса. С красного угла выходит наш спортсмен. In red corner, Ян Алексеев, the Republic of Sakha. Ян Алексеев. Ян Алексеев, Зрители Республика Саха. приветствуют In своего blue боксера. corner, Бейбарс Джексан, Казахстан. И казахский боксер Джексан Бейбарс. Пожелаем удачи нашему боксеру. Решающие 3 раунда, которые отделяют нашего боксера от триумфа в этих 6-х международных играх «Дети Азии». Обязательные наставления рефери на ринге. Начинается бокс. Боксер готовы. Как, значит, в красной форме Ян Алексеев, в синей Джексин Бейбарс, Казахстан. Вот до предварительных поединков оба одерживали убедительные победы над своими соперниками. Вот финал. Оба хорошо подготовлены. Казахстанский в синей форме выглядит более мощнее, но это не имеет значения. Кто быстрее, кто умнее, кто решительнее, тот одерживает победу в боксе. Он хорошо атаковал. Вот. Так надо атаковать, не спеша, смотреть и выбрать удобный момент для атаки и вовремя контрить. Вот очень интересная встреча ожидается. Только начало сейчас идет. Вот казахстанец передней рукой работает хорошо. Но у него руки опущены. Это неожиданно. Откуда идет удар, очень трудно определить. Подготавливает левой рукой передней Яну Алексееву. Надо решительно действовать. Потом быстрее надо наносить удары, особенно правой руки. Он сейчас упустил момент. Вот, хорошо сейчас попал. Вот, подгонять, а я так чувствую. Он сейчас ударит. Вот. Ну, бой идет пока в равном таком. Ищет ключи Ян Алексеев в равном своему ключе. противнику.
В красном углу Ян Алексеев, представитель города Якутска, защищает честь своей республики. Он является победителем первенства Дальневосточного федерального округа, а также международного турнира в городе Королев. В повторе мы увидим действия боксеров, как они боксировали. Секунданты этого Алексеева, тренер Алексеева Аял. Second Алексеев, foul. ему помогает мастер спорта Андрей Трофимов. Начинается второй раунд. Вот в этом раунде надо более плотнее работать, активнее. Надо преимущество наращивать. Первый раунд не выявил ни у кого особого такого преимущества, но судьи все равно определяют раундом. Кому дали победу, они сами знают, конечно. Вот. Ян Алексеев не спешит. Хорошо это. Вот. Быстро надо, вправо надо, конечно, бросать руку. Бросаться особо так не надо бы. Чувствовать надо расстояние. Он неудобный. Казахский спортсмен, опущенными руками. Удерживать и подготавливать надо удары, атаки. Идет это, не надо ждать его, опережать надо. Он пока не атакует в Казахстане. Ждет промаха. Но Ян ему не поддается. Ждет, вот так выдерживает. Напряжение выдерживает боя. Вот надо было сейчас вправо тоже. Пускать не надо моменты. Долго готовить. Опережать надо. Вот так, хорошо. Почаще атаковать надо Яну. Вот, хорошо. Молодец. Станет устраиваться, но пока решительных действий принимать не собирается. Ну, вот. Два удара у него прошли точно. Заканчивается второй раунд боя. В синем углу Джексен Бейбарс, Казахстан. Родной город Тараз, там он живет и занимается боксом. Чемпион Республики Казахстан, призер международного турнира в Баку, обладатель серебряной медали. Мы увидим, как идет бой во втором раунде. В принципе, наш боксер грамотно действует. Секунданты настраивают своих боксеров. Боксеры в центре ринга, и начинается решающий третий раунд. Третий раунд начинается. Ян пошел в атаку. Передний руку вот так надо побольше. Он достает передний. Где-то воспользоваться надо этим. Хорошо. Пока все идет нормально вроде. Надо почаще атаковать. Атаковать почаще. И решительно. Преимущество, победа дается тому боксеру, который имеет преимущество. Хоть как грамотно поступай, но преимущества не будет. Победы не видать. Контратакует казахстанец. Хорошо контратакует. Вот, видите. Не надо застаиваться, идти вперед, удергивать и опережать. Вот так, хорошо, опережать надо.
подустал малость, может, потому что 2 первых раунда он много работал. Казахстанец он берег силу на 3-й раунд, чувствуется. Свободно держится, раскрепостился совсем. И надо собраться явно. Идет без ударов, видите. Ну вот сейчас хорошо. С ударами надо идти. Я пережал. Вот тут надо было. Упустил он после промаха соперника. Работать надо. Выбрасывать удары почаще. Бить надо удары. Вот и все. Все. 3-й раунд позади. Закончился. Ну, мне кажется, что провел он бой неплохо. Сейчас судьи решат. Казахстанские болельщики болеют за своего спортсмена, а якутские поддерживают Яна Алексеева. Сейчас судьи вынесут решение свое. Кто был точнее, кто нанес больше ударов и был точнее. The winner by split decision of judges is in the red corner, Yan Alexeyev. Да, наш боксер Ян Алексеев становится победителем 6-х международных спортивных игр, и он завоевывает золотую медаль. В равном бою он провел очень точные удары, и судьи отдали предпочтение нашему боксеру. Вот. Секунданты советуют, что делать нашему боксеру. Но на ринге человеку слышать нормально своих Ну, секундантов. слышать, то секундант не обязан, потому что кричать во время боя не должен мешать. Он может даже получить предупреждение боксер из-за этого. Но болельщики и друзья, когда кричат, боксер слышит и перестраивается. Это есть такое по ходу поединка. Хорошее высказывание всегда помогают. Казахский Со стороны, боксер да, совсем раскрыто идет Но на... у него стиль такой раскрепощенно. У него хорошая, видимо, реакция. Поэтому он так, манеру такую принял. Так, следующая пара 50 килограмм. И там мы тоже увидим нашего боксера. Чой Дохсон. Ну, а пока готовится церемония цветочного награждения предыдущих боксеров. Дамы и господа, начинается церемония цветочного награждения победителя и призеров 6-х международных спортивных игр «Дети Азии» по боксу в весовой категории до 46 килограмм среди юношей. Ladies and gentlemen, we are now starting the flower ceremony of the 6th Children of Asia International Sport Games in weight category 46 kilos boys. Награждение производит Абдульманов Эдуард Ирикович, заслуженный тренер России, Начинается начальник цветочное отдела награждение боксеров весовой категории до 46 килограммов. Flowers will be presented by Abdulmanov Eduard Irikovich, honor coach of Russia, head of combat sport department of Federal Training Center under Sport Ministry of Russian Federation. За третье место награждаются Ким Чалри, Корея, и Ниязов Альберт, Уральский Бронзовыми федеральный призерами округ. игр становятся Ким Чалри из Республики Корея и Альберт Ниязов, представляющий Уральский федеральный округ. Вот им вручается букет цветов. За второе место награждается Ширхан Маликов, Азербайджан.
Шерхан Маликов удостаивается второго места и становится обладателем серебряной медали. Ему тоже букет цветов от имени организаторов игр. И, наконец, победитель весовой категории до 46 килограммов Нурсултан Нуриденов, представитель Республики Казахстан. И он Вот. становится обладателем золотой медали. Вот эти ребята, будущее бокса мирового. Вот тоже приезжали на наших играх, и они становились олимпийскими призерами, победителями во многих других видах спорта, в том числе и боксе. Вот в прошлых играх был Затулла Рауа. Он сейчас второе место занял среди взрослых в Казахстане, готовится к ответственным соревнованиям. Вот этот мальчишка тоже может стать знаменитым спортсменом Казахстана. И будет представлять интерес своей республики уже во взрослом Интересно. спорте, скажем. Уже считается результат конечный вообще в странах. Мастер спорта международного класса, это Афанасия Паскачеда показали. Он болеет за наших ребят, дает советы хорошие. Он подсказал, вот, как боксировать вот нашим мальчишкам в предварительных поединках. Он чемпион России, Призер игр доброй воли. Участник чемпионата мира. А вот И сейчас мы ждем появления боксеров следующей весовой категории. Это до 50 килограммов, где с красного угла Денис будет Нихаев, выходить Чой, наш спортсмен Денис Нихаев. И против него с синего угла Дохион Чой. в красном углу ринга наш спортсмен Денис Нихаев, в синем Чой Дохион, Корейская республика. Вот наш второй финалист нашей команды среди юношей. Всего от нашей команды выступает среди юношей в финале 4 спортсмена. Ян Алексеев стал победителем игр и сейчас будет оспаривать золотую награду Денис Нихаев. Хорошо было бы поддержать инициативу Яна Алексеева. Представитель команды Республика Саха номер 1, он с города Ленска. Ну а это представитель Корейской республики Дохион Чой. Сейчас посмотрим. Дохион Чой в предварительных боях показывал неплохой бокс. Ну, наш спортсмен, вы сами знаете его, тоже неплохо боксировал в предыдущих поединках. Бой начинается. Оба спортсмена выступают в правосторонней стойке, оба левши. Это тоже им обоим неудобно. Обычно об этом свидетельствует воспоминания многих спортсменов, которые выступали раньше и встречались с своими, как бы это, левша с левшой. Корейский спортсмен выше ростом, держится на дистанции и неплохо контратакует. Его удары далеко размашистые удары. Вот, хорошо сейчас попал передней рукой Нихаев прямую в голову. Южнокореец очень удачно делает уклоны. И воспользовался этим уклоном, ответный контратак проводит, но в этот раз не попал. Тут скользко получился. Правой рукой бьет боковые удары. Вот, сейчас попал справа. Слева смазано было. Нихаеву надо работать.
Он подходит, но не ждет, как он его опережает. Он его опережает, а он ждет. Надо атаковать или самому опережать, или ждать его. Вот очень так, я все время повторяю, это бокс это непростой вид спорта, очень сложный. Силу имеешь, сила и с ума не надо, тут не пройдет. Надо очень тщательно подготавливать атакующие действия, опережение, контрдействие. Все это очень, так сказать, имеет внимательность, своевременность. Вот, раунд закончился. Позади первый раунд. И в красном углу Денис Нехаев, наш земляк, представитель Республики Саха-Якутия. Он родом из Ленска. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа перед вами. И он защищает честь республики уже в финале 6-х спортивных игр «Дети Азии». В повторе мы увидим, как шел бой в первом раунде. Корейский боксер о защите не думает пока. Начало раунда так было. В начале первого раунда. Размашисто он атаковал. Нет, он о защите не думает, у него рука опущена, но он высокий и хорошо видит. Поэтому вовремя надеется на свою реакцию. Отклоняется вовремя. Пока достанет, он же далеко стоит. Нехаеву надо самому работать. Когда он атакует внезапно, у него удары доходят до цели. Вот, видим, Корейский поменял атакующий тактику. Вперед. Это ему пользы не приносит, мне кажется. Ну пусть тогда Нехаеву хорошо будет. Он близко подойдет к нему, ему будет легче доставать. Вот, контроль хорошо, молодец, Денис. Вот, так. Так надо продолжать. Замечание получил корейский боксер. 5 минут. Ну, опережать. Быстрый удар нанести. Не сильные, быстрые. Вот, хорошо. Вот так. Ну, второй раунд, хорошо. Сильной рукой Денис достает иногда своего противника. Нехаев хорошо. Второй раунд. Ну, скорее опять начал перестраиваться. Он сейчас будет на дистанции работать, мне кажется, до конца раунда. Но он идет вперед почему-то. Ну, они как-то всегда строят поединок в атакующем стиле. Позади второй раунд. Второй раунд быстро закончился. Синего угла против нашего боксера ведет бой кореец Дохион Чой. И вот мы видим его. 2000 года рождения. Боксом 4 года занимается. И вот как протекал бой во втором раунде перед вами на экранах. Наш боксер очень грамотно заходит поближе и ведет атаку. Тренер Нехаева Прокопий Петров секундирует в данном бою, и с ним вместе ему помогает мастер спорта Василий Лисица. Показали их до этого замедленного кадра. И третий раунд. Денису надо быть предельно Очень, сосредоточенным. так сказать, это бой тоже сложный, увлекательный. Кореец тоже хорошо очень боксирует. У него удары легче. Он сейчас уже в открытую пошел.
Размашистые удары наносит. Денису надо самому диктовать. Так. Решительно. Удар не доходит хорошо до цели. Ну, да, бить так бить. Ну, попал. Ну, вот хорошо Денис попал. хорошо Сейчас, видит своего противника. Хорошо попал слева сейчас. До этого он попал по плечам. Вот, надо ему Вот в таком ключе и надо бить, боксировать. бить. Слева потяжше. У него с левой руки хорошо стал проходить удар. Вот, хорошо опять попал. Не видно было, спиной стоял корейский спортсмен. Вот хорошо, О. опять попал. Ну, слева за это надо сейчас браться, бить, бить, бить. И слева тяжше до конца раунда. Чаще левой. Ну, он не защищается. Выдергивает сейчас левой, боковым бьет он. Вот тут сейчас чуть пораньше ударил. Скользко полу. Хорошо есть попал. удар. Хорошо попал. Ох, Там сколько подскользнулся наш боксер. воду льют, там скользко. Хорошо, молодец, Денис. Ну, молодец. Вот закрылся. Вот так, Вот. хорошо, отлично. С ударом вышел. 3 Очень удара, хорошо. все прошли. 3 в голову. Всё. Бить, Денис. Все. Вот, все, Мне кажется, 3 в раунда этом позади. бою должны победу. Но будем ждать решения судей. Ага. Все может Присвоить. быть. Но, как мы видим, Денис построил бокс грамотно. Он очень хорошо ударял сильной рукой, останавливал своего соперника. Но мы увидим. Вот Денис Нехаев. Он провел сложные бои предварительных В турниров. полуфинале ему очень трудный бой был. Боксером Казахстана, чемпионом Европы, то есть это чемпионом Азии и призером первенства мира. Очень трудный бой был, но этот бой он лучше провел, чем Айбек Досанов, он являлся капитаном сборной команды Казахстана. Сейчас посмотрим, кому отдадут предпочтение судьи. Вот Да, Денис Нехаев становится Денис Нехаев. победителем. Есть вторая медаль золотая в копилку нашей сборной. Боксеры пока выступают сверхудачно. 2 финалиста и 2 золота. Это очень хорошо. Ян Алексеев и Денис Нехаев. Вот вы видите, как он ведет бой. Идет к своей победе. он намного лучше провел, чем полуфинальный поединок. Да, он Денис точнее в финале. Свежее, точнее, быстрее был. И поздравляем Дениса Нехаева с золотой медалью. Вот скоро мы его увидим на цветочном церемонии награждения. Весь бой с разных ракурсов представляем вашему вниманию. Начинается церемония цветочного награждения победителя и призеров Объявляют о начале цветочной церемонии награждения предыдущих боксеров, где наш Ян Алексеев поднимется на высшую ступень пьедестала. Ну а в этом бою мы поздравляем тоже нашего боксера Нехаева Награждение производит Дениса. Егоров Василий Иванович, заслуженный тренер России, руководитель детского спорта и подготовки спортивного резерва. The flowers will be presented by Егоров В Василий полуфинальном Иванович, бою owner Ян coach Алексеев of Russia, победил head of Ли children's Сумина, sports and training of представителя sport reserves. Республики За Корея. третье место награждаются Ли Саамин, Корея, и Армонов И вот Дастанбек, объявляют о том, Кыргызстан. что Ли The third place, Сумин Ли становится Сомин, Korea, бронзовым призером. Армонов Дастанбек, Кыргызстан.
Дастанбек Армонов, он представитель Кыргызстана, тоже обладатель бронзовой медали. А это Джексан Бейбарс, представитель Республики Казахстан, он становится обладателем серебряной медали. И триумфатор Ян Алексеев, представитель Республики Саха, он становится обладателем золотой медали. Вот человек, который провел награждение, спортсмены фотографируются. Награждение производил это. Завершена церемония цветочного награждения победителя и призеров по боксу. Зрители рады, что наш боксер удостоился такого высшего звания победителя 6-х международных спортивных игр по боксу. Ну и ждем следующую пару Алибека Заркинбека, представителя Республики Казахстан, и Петра Егорова, тоже нашего земляка, представителя Республики Саха-Якутия. Судья на ринге появился на ринг. Сейчас через несколько секунд поднимется на ринг Алибек Жаркинбек, Казахстан, и Петр Егоров, вот Республика Саха-Якутия. В сопровождении своего тренера Петр Егоров подходит к углу ринга. Петр Егоров с синего угла будет боксировать, а казахский боксер с красного. И он выходит на ринг. Перед вами казахский боксер. Алибек Жаркинбек, Казахстан. Третий наш финалист Петр Егоров поднялся перед на ринг вами синего угла. Его секундант Илья Иванов, его личный тренер. Пожелаем удачи нашему боксеру. Пока до него два наших спортсмена победили, удостоились высшей награды, достойно представили свою республику, провели весьма содержательный и победный бокс. Ну все, боксеры готовы. Последнее наставление рефери. Алибек Жаркинбек и Петр Егоров. Первый раунд. Егоров в синей форме, Алибек из Казахстана в красной. Вам легко будет различить нашего спортсмена. Он в своей стойке боксирует, Алибек из Казахстана, боксер левша. Он ростом чуть выше нашего спортсмена. Кажется, ну почти одинаково, но чуть-чуть выше. Но вот бой как сложится, сейчас посмотрим. Ну, пока боксеру прощупывает, ищут где-то свои привычки. Ну и сейчас вот начнется. Слабое место своего противника. Вот наш боксер провел хороший удар. Еще раз так сказать, с левой руки. Слабые места прощупать невозможно. Ну просто можно посмотреть, чувствовать. Вот хорошо попал сбоку левой. Левой сбоку. Сейчас тоже встречный. Молодец. Молодец, Петя. Вот так постоянно так и работать. Ну, это что было? Казахстан пошел вперед. Встречный правой, левой сбоку хорошо. О защите не надо забывать в то же время нашему боксеру.
Вот доставать надо, не достает. Вот сейчас пропустил удар. Правой сбоку, вот снова одну и ту же серию он пропускает. Ну, внимательно надо быть. И надо переходить к другим действиям. Он как-то прямо ходит, и он пристраивается к нему. Соперник его. Вот сейчас опять проведет. Вот видите, как то же самое. Опять 2 удара пропустил. Двигаться надо, менять положение. Прямо ходить нельзя. Ну, сейчас снова опять вот этот прием он покажет. Ну, все, Но первый раунд закончился. позади. Наш соперник, представитель Республики Казахстан Заркинбек Алибек. Он из города Тараз. Финалист чемпионата Республики Казахстан. И серебряные медали в международном турнире в городе Тбилиси 2016 года. Он удостоился. Хороший удар провел казахский боксер. Сильные ребята приезжают. Вот, слышно, вот, вы слышите, как объявляет Владимир сейчас вот эти титулы, достижения. Финалист Казахстана, второй серебряный призер международных турниров и так далее. Не только он один, но у всех финалистов такие достижения. О, сейчас Петру надо самому работать почаще. Вот, хорошо пошел. Ему терять так играться с дистанции ему невыгодно. Вот он сейчас более-менее потулывший начал бить. Вот опять попадает левой прямым. Левша. Ну, бескомпромиссный бой, только толкаться туда зачем? Он равновесие потерял. Ему-то что? Он будет бить и все. Так, Петру надо работать. Инициативу начинает давать маленько. Самому работать, доставать. Вот хорошо, вот так. Вот так надо работать. Руки выше, уклонами. Собрано уклонами. Вот тоже хорошо, попадание. Попал хорошо. Концовку раунда скоро будет. Вот, вторая половина пойдет. Отлично. Нормально пока идем. Отлично. Удар попадает в цель. Вот, хорошо. Этот раз, ну, вот так надо опережать, вот так. И стоять прямо. Надо болтаться лево-право. Чуть-чуть так перемещаться. А то он стоял, он бил. Вот сейчас тоже попал казах. Видите как. Он левша. Удары слева опасны. И проходит. Вот. Ну, самому работать. Опять он отдает инициативу. Опережать самому начать надо. Первым начинать надо. Первым не начинает и опять уступать начинает. Вот видите как. Надо настраивать ребят и подсказывать. Вот, ну, второй раунд позади. Второй раунд как-то равно. Ключе прошел. Петр Егоров, наш представитель Республики Саха, перед вами. 2000 года рождения, живет в городе Якутске. Он победитель Дальневосточного федерального округа турнира 2 лет подряд, в 2015 и в 2016 он становился победителем. Вот третий раунд будет более, так сказать, тяжелым. Значимым для этих не боксеров. только, значимым будет тяжело. Оба будут идти за победу, вырывать. Ага. Вот наш боксер очень хорошо попадает. Там не надо подкачать, надо собраться и идти биться. Так. Итак, третий раунд, решающий. Бой насмерть. На жизнь насмерть, говорят так. Вот, хорошо. Да, надо попадать и наращивать преимущество. Хорошо. Молодец. Молодец, Петя. Вот, хорошо. Вот так и продолжать надо. Продолжать так, спокойно. Спокойно, но быстро и решительно.
Вот, Но в то же время вот решительно не надо забывать. Хорошо. Чуть надо не играться. Бить надо, бить. Вырывать победу. Равный бой. Секунды решают. Казах все-таки успокоился. Вот, надо работать, этим воспользоваться надо. Вот пошел Казах тоже в атаку. Казахстанский спортсмен, простите. Судья делает замечание, чтобы он не толкался. Толкания такого что-то не видел. Вот. Бокс на встречных курсах. Кто кого перебьет. Попадать стал казахский спортсмен. Концовку раунда левой часто достигает цели удары боковым левой в голову казахстанцу. Ну, надо собраться, Петя. Вперед, самому работать. Хороший удар. Самому пошел. Надо работать. Вот хорошо. Соберись. Идти вперед идти. Вот конец третьего раунда. Очень скоротечный раунд. Сейчас мы услышим, кому отдадут предпочтение наши судьи, вернее судьи третьих международных спортивных игр «Дети Азии». Шестых международных спортивных игр «Дети Азии». Сейчас мы видим на экране, как боксировали наши спортсмены из Казахстана и Якутии. Но в равном бою одерживает победу боксер синего угла. Это Петр Егоров и приносит третью золотую медаль в копилку сборной Республики Саха. Поздравляем его с этой победой. Действительно, это был тяжелый бой. До последнего боролись оба боксера. Да, он что казахский борец, что наш боксер. Равный бой был. Они старались сделать все возможное, чтобы победить. Оба хорошо боксировали. Зрелищный бой показали. Вот. Илья переживает своего Через несколько минут воспитанника. Церемония цветочного награждения победителя и призеров шестых международных спортивных игр «Дети Азии» по боксу. Весовой категории до Молодцы, 50 ребята. килограмм среди юношей. In a few minutes, we'll proceed with the flower ceremony of boxing in weight category 50 kilos boys. И вот мы видим волнительный момент, когда наш боксер побеждает в этом бою. И скоро мы будем свидетелями церемонии цветочного награждения. В следующем поединке интересная встреча. Казахстанский боксер и боксер из Филиппин Кристиан Рид Лаурента. Очень интересная встреча намечается после цветочного награждения. Церемония цветочного награждения победителя и призеров шестых международных спортивных игр «Дети Азии» по боксу. Весовой категории до 50 килограмм среди юношей. We are now starting the flower ceremony of the 6th Children of Asia International Sport Games in boxing, weight category 50 kilos, boys. Награждение производит Михайлов Александр Михайлович, Итак, мастер спортсмены спорта перед вами, международного все готово класса, к церемонии чемпион награждения. СССР, бронзовый призер чемпионата мира. Здесь бронзовые медали завоевали Flowers will be presented by Mikhail Айбек Досанов из Республики Казахстан, капитан команды, боксер, который победил, одержал победу в чемпионате Азии
участвовал в чемпионате мира. Вот он выходит на пьедестал. Рядом с ним Артем Подковин, Сибирский федеральный округ. Они удостаиваются бронзовой медали и держат в руках букет цветов. Второе место занимает спортсмен из Кореи Дохён Чой. И, наконец, на высшей ступеньке пьедестала наш боксер Денис Нехаев, Республика Саха. Поздравляем победителей игр «Дети Азии». Александр Михайлов провел церемонию награждения, наш легендарный боксер, призер чемпионата Европы. Чемпион Советского Союза, бронзовый призер чемпионата мира 1978 года Александр Михайлов. А чемпионата мира он был призером. Да, действительно. Сейчас мы ждем появления боксеров из Казахстана Сулчара Талдыбека и филиппинца Кристиана Питта Лауренте. Рефери уже на ринге. Сейчас поднимутся боксеры. Призер игр доброй воли Афанасий Паскачин в интервью сказал, что он видит, что победителем станет филиппинец Кристиан Питт Лауренте. И он не ошибся в том, что его подопечный, то есть не подопечный, а его, на ком он глаза положил, вышел в финал. Кристиан Питт Лауренте. Он выходит со своим флажком страны, проводит церемонию подготовки к решающему финальному бою. Филиппинец. И против него Алибек Заркынбек. Вернее, Сулчар Талдыбек. Сулчар Талдыбек. Он представитель Республики Казахстан. Кристиан Питт Лауренте подарил флажок своему сопернику. Скоро мы узнаем, насколько был прав Афанасий Паскачин. Станет ли чемпионом боксер из Филиппин, или же Сулчар Талдыбек даст бой фавориту. Начинается первый раунд. Вот филиппинец в синей форме, боксер из Казахстана в красной. Так, ну, как сейчас рекламировал Владимир счет филиппинского спортсмена. Ну, действительно, Филиппины, с чего стоит один Мэнни Пакьяо, чемпион мира по нескольким версиям среди профессионалов. Ну и Казахстан
Тоже боксеры очень хорошо подготовлены. Тут любительский бокс на высшем уровне развит в Казахстане. Ну и профессиональный тоже, чего стоит Геннадий Головкин. Да, Геннадий Головкин, который не знает поражений. Так, ну сейчас посмотрим поединок. Так, пока идет разведка боем. Боксеры не торопятся, присматриваются друг к другу. Это правильно, я думаю. Казахстан хорошо провел удар по туловищу. Прямой удар. Обычно раньше, когда было судейство на кнопках, почти не считали удары по туловищу, по голове. Ну, все пробуется, все это новое внедряется, но потом узнают, что это ненужное дело, и это прекращают. После судейства уже прекратили. Ну, судейство сейчас как-то ближе к судейству профессиональных боксеров. Вот, ну, бой хорошо идет. Очень в таком не спеша спортсмены. Класс боксеров, конечно, чувствуется. Оба хорошо подготовлены и технически, в тактическом плане. В красном углу перед вами Сулькар Талдыбек. Он из Республики Казахстан, чемпион своей республики, в своей возрастной категории, финалист международного турнира в городах Баку и Тбилиси. Вот друг другу не пока то, что ударов почти не нанесли. Судьи, конечно, посчитали. Мало таких действий было, но они не пропускали ударов. Бывают бои такие, ну, спокойно начинают, и действий мало, но ощутимые. А бывают такие сумбурные такие удары проводят, даже не успеваешь считать, кто сколько попал там и так далее. Во второй раунд Лауренте в предварительных поединках одержал убедительные победы. Ну, спортсмен с Казахстана тоже хорошо проводил все предварительные поединки. Ну, хорошие, сильные ребята приехали, члены сборной команды своих стран. Казахстан привез очень сильных боксеров. Ищет Лауренте Филипп ключ к своему противнику. Филиппинец ждет, достает, ну, бой. Смотреть. Стойки меняет. Ну, у него манера ведения боя тогда смахивает на манеру ведения боя профессионалов. Ну, они, конечно, там рядом видят, как тренируются профессионалы. Тот же Мэнни Пакьяо, он очень много пропагандирует этот вид спорта среди населения Филиппин, особенно среди юношей. Показывали вот передачи телевидения, на интернет-сайтах тоже о нем передачах имеются. Вот. Большинство боксеров филиппинских кварталов, ну, бедных кварталах, они ищут себя для будущих, значит, профессий. Боксерами становятся хорошими, зарабатывают много денег на профессиональном ринге. Ну, бой, если вернуться к бою, бой идет так, в равном ключе, как говорят. То туда, то сюда. Хорошо, сейчас будут уже более активно начнут работать спортсмены. Более жестко. Хорошо, казахстанский спортсмен притесняет к канатам, хочет. Вот, а второй раунд закончился. И тоже определенных каких там преимуществ, чем предыдущие бои, так сказать, я думаю, нет возможности. Кристиан Пит Лауренти перед вами, и мы видим, как он проводит бой в втором раунде. Он, по крайней мере, искал ключи, предлагал атаковать, потом наносил контрудары.
двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов дал интервью. И он сказал, вот наши игры, это как малые олимпийские игры для детей. Вот. Это высокая оценка такого знаменитого спортсмена. Секундант Многого дает стоит. наставление своему подопечному, и начинается третий решающий раунд, которым будет Так известно, что кто победитель. эти игры оправдали свое существование благодаря нашим всем руководителям, правительству, главе республики, ну и, самое главное, основателю этих игр Михаилу Ефимовичу. Большая, конечно, была в первых играх ответственность. Приняли такие игры, и, слава богу, эти игры состоялись. Вот, хорошо провел казахстанский спортсмен 2 прямых удара, то, что попали в голову. Вот тут считать судьям как-то легче. Меньше действий, но они точно показывают. Если беспорядочные удары пойдут, там разбирать очень сложно, я думаю. Вот. Филиппинец стал работать вторым номером. Ну, он ждет, контратакует. Казахстанский спортсмен в этом раунде уже как-то ведет активнее. Инициатива на его стороне, и удары тоже достигают цели. Наши зрители знают казахских боксеров. Они приезжают вот на играх Дикой Азии. Вот недавно был чемпионат мира среди студентов. Там тоже очень много казахских классных боксеров показали свое мастерство. Возглавлял эту команду олимпийский чемпион Бахыт Сартбаев. Вот. Вот он тоже казахский спортсмен. Тоже как-то более И вот четко позади проводит. трехраундовый бой между филиппинцем и казахом. Филиппинец считает, что он был точнее, и что он победил. Сейчас посмотрим, каково Он будет уже- решение судей. Ну, сейчас судьи, конечно, все видят до мелочей. Вот видите, как хорошо, здорово провел спортсмен из Казахстана и сейчас попал. Да. Ну, дождемся решения судей. Вердикта судей. The winner by unanimous decision of judges is Ну, свободно the blue держится corner, филиппинский Christian спортсмен. Да, Как и чувствует судьи свою отдают победу. предпочтение Он уже, филиппинскому до боксеру. объявления он уже как-то праздновал, как будто бы отцам. Да, Ну, бой равный, конечно, но предсказание Афанасия Паскачина сбывается. Кристиан Пит Лауренти становится победителем 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». И вот в повторе мы видим с разных ракурсов, как шел бой, как шел к своей победе филиппинский боксер. хорошие спортсмены растут. Через несколько Оба это минут будущее начнется церемония цветочного мирового награждения бокса. победителя Могут и стать призеров эти ребята, шестых международных спортивных потому что игр после «Дети наших Азии» игр по боксу много весовой олимпийских категории до 52 чемпионов, призеров. юношей. Не только по боксу, и по всем другим видам спорта. Да, от всего сердца радуется спортсмен из Филиппин Кристиан Пит Лауренти. И сейчас мы посмотрим цветочную церемонию награждения предыдущей весовой категории. Это до 52 килограммов. Церемония цветочного награждения победителя и призеров шестых международных спортивных игр «Дети Азии» по боксу весовой категории до 52 килограмм среди юношей.
Спортсмены занимают свои места. Девушки с подносами тоже. И начинается цветочная церемония награждения в спортивном комплексе Дохсун. Весовая категория до 52 килограмм. За третье место награждаются Сейдекматов Саджай, Кыргызстан, и Алмустра Хайдер, Ирак. На третьем месте вы увидите спортсмена из Ирака Айдера Аль-Нуэтра и Санзая Сейдакматова, Республика Кыргызстан. Вот они удостаиваются бронзовой медали. На втором месте Алибек Джаркинбек, Республика Казахстан. И, наконец, на первом месте, к радости наших зрителей, это Петр Егоров. Фотографирование на память о моментах международных спортивных игр «Дети Азии» 2016 года. Судьи и воспитанники оставляют на память фото. И мы ждем следующую весовую категорию и боксеров. Это Сергей Клюев, Сибирский федеральный округ, и Ильгиз Матмусаев, Республика Кыргызстан, весовой категории до 57 килограммов. Ильгиз Матмусаев, Киргизия, Сергей Клюев, Россия. Судья на ринге – это наш судья международной категории Александр Эснерингли. Простите. А на ринг приглашаются Сергей Клюев и Ильгиз Матмусаев. Ильгиз Матмусаев в полуфинальном бою одержал победу над Элмаром Амаровым, который представлял Республику Саха. А Сергей Клюев одержал победу над туркменом Арсланом Самурадовым. Вот он перед вами. Любители бокса, болельщики перед вами ждут. Я прошу прощения, рефери данного боя, судья международной категории из города Неринги Александр Мынта. Тут в основном нейтральные судьи. С нашей республики заявлены Александр Мынта и Семен Румянцев, который занимается организационными вопросами, а вот в рабочей судейской бригаде Александр Мынта. Боксеры готовы к поединку. Приветствуют друг друга. Судьи и начинается первый раунд. Сергей Кулиев выступает в красной форме, а его соперник спортсмен из Киргизии Матмусаев Ильгиз в синей форме.
легко будет различить. Ну, потерял равновесие спортсмен из Киргизии. Бой так начинается с разведки. Не спеша спортсмены решительных действий не принимают, прощупывают. Ну, сейчас скоро начнется. Спортсмен в красной форме Клюев Сергей, Сибирский федеральный округ. Сергей Клюев в предварительных боях показал очень зрелый, хороший бокс. Сейчас посмотрим, как он будет вести финальный бой. Спортсмен из Киргизии, боксер Левша. Маленько он неудобство создает, наверное, нашему спортсмену, но спортсмены привыкают, они отрабатывают приемы против Левши. И, видимо, кто-то у него развязался. Шлем, маска. У него там липучка. Привели в порядок шлем. Возобновляется поединок. В следующей весовой категории мы будем наблюдать нашего боксера Назара Андреева в весовой категории до 60 килограммов. Ну а пока мы смотрим. Ведущий боксер среди юношей Российской Федерации Сергей Клюев. Ну и кыргызстанский спортсмен. Ну, боксеры достаточно хорошо в техническом и тактическом плане подготовлены. Сергей Клюев перед вами. Он родился в городе Новосибирске, живет и тренируется там. 2001 года рождения. Победитель первенства Европы 2015 года и победитель России в своей весовой возрастной категории, то есть 2015 года. Так что спортсмен, который имеет опыт ведения боя, опыт бокса с другими представителями других стран. Секунданты дают ему совет, как вести бой в следующем раунде. И начинается второй раунд между спортсменами Киргизии и Сибирского федерального округа. Как сказал Владимир, Клюев Сергей, чемпион Европы, победитель первенства России среди юношей. Ну, как он, как сказал, имеет опыт международных встреч. Ну, раньше, если считался чемпионат или первенство Советского Союза не международными соревнованиями, а сейчас это международные встречи. Говорили, что труднее выигрывать чемпионат СССР, нежели чем чемпионат Европы. Это, конечно, какая-то доля в этом правда есть. Потому что очень много одинаковых спортсменов, сильных. Из них отбирали, одного везли на чемпионат Европы. Хоть говорили там в то время второго, даже третьего призера повези. Может он стать там призером, победителем даже. Бой пока в спокойном, умеренном темпе продолжается. Спортсмен из Кыргызстана решительных действий не принимает, ждет, контратакует его, а атакующие действия он не пробует даже. Сергей Клюев тут владеет инициативой. Общий атак попаданий, но тоже многих таких, то что попаданий у него тоже нет. Вот. Бой идет вот так, в равной борьбе. В Кыргызстане тоже есть спортсмены, которые
завоевывали путевки на Олимпийские игры. Вот сейчас. Матмусаев Ильгиз с синего угла. Он представитель Кыргызстана, живет в городе Бишкек, тренируется там. 2000 года рождения и является победителем первенства Республики Кыргызстан 2016 года. Четыре года занимается боксом Ильгиз Матмусаев. Нурланбека Умарова он тренируется. И начинается Третий последний раунд. Повторяем, весовая категория. Тут табло вышло. Видите сами. 57 килограмм. Синий угол киргизский спортсмен. Красный угла выступает спортсмен Сибирского федерального округа. Сибирский федеральный округ. Вот как. На этих играх очень хорошо подготовился, команда подготовилась и по всем видам спорта лидирующее положение имеют на этих 6-х международных спортивных играх Дети Азии. Вот боксеры тоже неплохо выступают, находятся так, на второй позиции с Республикой Саха-Якутия. До конца финальных боев еще несколько поединков. Там тоже будут выступать тоже сибиряки. И один остался у нас из Саха-Якутия Назар Андреев. Вот киргизский спортсмен иногда попадает с левой руки. Левша должен, конечно, работать плотно и побольше нанести ударов с левой рукой. Особенно удары у них проходят по туловищу, по печени. Кыргызский боксер дает отпор своему именитому сопернику. Юношеский бокс начал, конечно, давно развиваться в Киргизии тоже. И наравне с взрослым боксом. И все, поединок завершается. Позади 3 раунда. И сейчас мы узнаем, какого из них спортсмена судьи решат сделать победителем в этом бою. Ну а пока мы видим, как протекал 3-й раунд этого поединка. Сергей Кулиев, он как человек с опытом боев международного масштаба вел бой с кыргызским боксером. The winner by split decision of judges is in the blue corner Ильгиз Матмусаев. И вот Спортсмен из Кыргызстана становится победителем 6-х международных игр Дети Азии. несколько неожиданно, но Ильгиз Матмусаев из Кыргызстана становится победителем 6-х международных спортивных игр Дети Азии. Поздравляем киргизского спортсмена. И мы видим в замедленном повторе моменты этого боя. Вот кыргызский спортсмен достиг своей цели. Единственный представитель кыргызской команды в финале одерживает победу и становится победителем своей весовой категории 6-х международных спортивных игр Дети Азии. Поздравляем еще раз кыргызского боксера Ильгиза Матмусаева. Он увозит домой высшую награду. Бой, конечно, равный бой. Моментами, конечно, вот, попадал киргизский спортсмен. Главное, он не торопится. Сильных ударов таких
сокрушающих он не пропускал. Бой равный. Видите, как он Сильная руки хорошо попадает. слева попадает. Вот, неожиданная радость на глазах у Ну, это в равном бою обычно Матмусаева. Не знает он, кому руку поднимет. А сейчас мы увидим церемонию награждения, Начинается церемония цветочную церемонию награждения. А вот и шестых международных спортивных игр «Дети Азии» по боксу. мы видим проявление любви, дружбы. И в таком духе должны идти все игры «Дети Азии». И спортсмены вышли на места свои, и мы видим церемонию цветочного награждения победителей в категории, весовой категории до 54 килограмм. Karadutov Valery Valentinovich, honored coach of Russia, deputy director of Russian Boxing Federation. За третье место награждаются Медведев Юрий, Сибирский федеральный округ, и Олисов Айкар, Республика Саха-Якутия. The third place, Олисова Айкара вы видите у себя на экранах, и рядом с ним стоит Сулькар Талдыбек, по-моему, если я не ошибаюсь, конечно. За второе место награждается Сункар Талдыбек, Казахстан. Извините, это Юрий Медведев и Айкар Олисов. А вот Талдыбека Сулькара вы видите у себя на экранах, он занимает второе место. За первое место награждается А на первом месте, как и предсказал Лауренте, Филиппины. Афанасий Паскатин, чемпионом становится боксер из Филиппин Кристиан Кристиан Лауренте. Пит Лауренте. Поздравляем, и золотая медаль уходит в далекую страну Южноазиатского региона. Фото на память, как обычно происходит в церемонии награждения. Завершена цереремония Фотосессия цветочного награждения спортсменов. победителя и призеров Здесь по очень боксу. много Весовой фотокорреспондентов, категории которые для ждут 50 килограмм среди своего момента сделать золотой кадр для себя. Weight category 54 kilos, boys. И мы ждем боксеров из Республики Саха и Сибирского федерального округа, The referee for the 12th вернее, pair of participants is Уральского федерального judges округа. A. Кудайбергенов, Глеб Дудинский, Мамаджанов и Назар Крутасов, Андреев. Шашков. Весовой категории до 57 килограмм. Кудайбергенов, Дудинский, Туроманов, Крутасов, Шашков. To the ring are invited На ринг, finalists судья на of ринге weight category уже 60 kilos. занял свое Назар место. Андреев, Сейчас Republic of Sakha. приглашают боксеров. Вот перед вами боксеры Назар Андреев, с красного угла. красного угла, синий угол Глеб Мамаджанов. Уральский федеральный округ выставил на финале двоих спортсменов. Девушка, значит, Одержала Алена победу. одержала победу, и среди юношей один финалист также. И сейчас будут оспаривать In red corner, золотую, Назар звание Андреев, победителя. Republic of Sakha. Кому достанется золотая медаль шестых международных спортивных игр «Дети Азии». Ну, а мы пожелаем Назару Андрееву успехов, удачной Назар Андрееву, секундант и тренер Василий Летица готовит к предстоящему поединку. А это показывает боксера синего угла. Глеба Мамаджанова. Глеба Мамаджанова. Но мы подождем, пока боксеры готовятся, судьи приводят в порядок амуницию, проверяют, напоминают о основных правилах ведения боя.
запретах тоже. И начинается первый раунд. Амаджанов в синей форме, Назар Андреев, наш боксер с красного угла в красной форме. Различать будет нетрудно. Назар Андреев занимается в детско-юношеской спортивной школе, специализированной в городе Якутска, под руководством мастера спорта Василия Лисица. Представляет город Якутск, Республика Саха-Якутия. Ну, боксеры пока присматриваются. Боксер из Уральского федерального округа не спешит, спокойно держит дистанцию, отражает, уходит от прямых ударов. Ну и также он является боксером левшой. Надо осторожнее боксировать, не забывать о защите, наносить удары. Двумя прямыми ударами атакует. Часто его пару раз атаковал. Ну, точно не достались удары, не дошли до цели. Вот руки опущены и свободно действует. Он с любого положения может ударить такой боксер, обычно опущенными руками. Может и боковой дать, и может и прямой удар. И снизу. Снизу ему опущенными руками более неудобно, чем нежели боковой и прямые удары. Боксеры. Первый раунд позади. В красном углу вы видите Назара Андреева. Город Якутск. Представляет Республику Саха. 2001 года рождения. Вот сейчас хорошо он ударил, по повторе видно. Справа прямым ударом в голову. Как протекал бой в первом раунде, вы сами видите. Основные моменты, лучшие моменты показывают. Секунданты дают указания, как вести во втором раунде бой. Second sound. Последнее наставление, и боксер идет в середину ринга. Начинается второй раунд. Так, сейчас в этом раунде должно что-то проясниться. Более попаданий так, побольше так. Вот, синий угол. Попал справа боковыми ударами 2 раза. И сейчас не точно, но попал тоже. Пятки не заворачивает. Он делал замечание правильно. Думал, замечание даст, он, оказывается, форму поправляет. Как-то он открытой перчаткой ударил боксер синего угла. Боковым ударом справа. Вот тоже открытая перчатка достается все равно по шее, да и по шлему достается. Вот, хорошо сейчас ударил. Ну, видите, как боковые прямые удары у него хорошо с опущенными руками. Но противник на месте не стоит, старается, уходит, предлагает Он нестандартные атаковать. такие движения делает и неудобства создает своему сопернику. Этому выгодно. И вдруг ниоткуда полетит удар его. Это опасно. В открытой стойке боксировали многие боксеры. Вот наш советской сборной команде Советского Союза боксировал Виктор Агеев, заслуженный мастер спорта. Он сейчас возглавляет профессиональный бокс в России. Двукратный чемпион Европы, 6-кратный чемпион Советского Союза. Его стилем восхищались в основном иностранцы, ну и наши тоже. Ну, как-то не обвязывалась, как-то открытая стойка боксирует, и
Это классической стойке вообще-то обучают в боксе, но с открытой стойкой, опущенными руками больше видит. Но он вытворял вообще чудеса на ринге. Ну, этот спортсмен тоже с Уральского федерального округа неплохо использует с опущенными руками. Удары у него проходят иногда. Завершается второй раунд. И в синем углу Мамаджанов Глеб, представитель Уральского федерального округа из города Серов. Он победитель первенства Свердловской области, Уральского федерального округа, призер первенства России, так что весьма опытный, несмотря на свой юный возраст, боксер. И мы видим, как он необычно, скажем так, ведет бой. Да, он неудобный боксер, и к тому же еще левша. Вот, пушенными руками. Неплохо ведет бой. Ну, сейчас нашему Дышит спортсмену легко, не устал. Назару Андрееву надо собраться и побольше опережать, и чтобы попаданий было у него больше. И сейчас надо. В третьем раунде очень многое Ему надо как-то будет зависеть, вытягивать как на будет себя. продоксировать Вытягивать боксер. на себя надо, а не бросаться. Он ждет его и открыто, и контратакует. Надо на себя вытягивать Назару. Вот видите. Необычные движения по рингу. Вот уходит, О. уклоняется и это самое. Он играет так, у него получается так местами. Поймал кураж, как говорится. Надо работать Назару, бить, с ударами надо идти. Ну пусть он вытворяет что-то, надо бить надо, у каната больше работать. Ну толкать не надо. Работать, ударом идти. Легким ударом, количество ударов надо увеличить. Не давать ему вот это, вытворять что-то, свои выкрутации. Атаковать надо, Назар. Наш боксер пытается найти ключ к своему противнику, он меняет Неудобный стойку. боксер. Ну, атаковать, конец боя. Вот так, хорошо попал. Надо почаще так. Он вытягивает на себя, он подойдет все равно. О, вот видишь как. Артем еще уже играться сильно начал так. Ну, никто не запрещает так вести себя на ринге. Вот, хорошо. Ну, точнее бы справа. Но все на это надо отвечать точными ударами. Ну, старается, но не получается. Бить. Побольше бить надо. Вот бить, еще бить надо. Ну, попал. Скользко как-то последний удар. Но не стал далее развивать. Прозвучал гон, ага. поэтому завершен бой между боксерами Назаром Андреевым и Глебом Мамаджановым. Но мы видели у Мамаджанова совсем необычный стиль ведения бокса. Сейчас судьи определят сейчас победителя. Неудобный для Назара Андреева соперник попался в финале. The winner by split decision of judges is in the red corner. Судьи отдают предпочтение представителю Республики Саха Назару Андрееву. Несмотря на сложности ведения боя, он становится победителем финальной встречи с Глебом Мамаджановым и становится победителем. Четвертый наш спортсмен завоевал золотую награду в боксерском турнире 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». Всеми поздравляем наших спортсменов. Вот видим мы, как иногда точными ударами отвечает наш спортсмен на корявость, скажем так, своего соперника.
может, корявый спортной, такого сказать, а у него как-то раскованность, полная свобода в ведении так действий. Но иногда у него не получается это. Начинается церемония цветочного награждения Радостный момент победы Для Назара Андреева. для Назара Андреева. Да? Радость Назара Андреева. Молодец, поздравляем. Победа. весовой категории. И начинается церемония, цветочная церемония награждения We are now starting боксеров the ceremony of the sixth весовой Children of категории International Sport Games in boxing. до Weight 57 category килограмм. 57 kilos, boys. Награждение производит Васильева Оксана Владимировна, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по боксу. Здесь Flowers will be presented by бронзовую медаль Васильева завоевал Оксана наш Владимировна, боксер honored master of sport, Эльмар world Омаров. champion in boxing. За третье место награждаются Республика Саха. Омаров Эльмар, Республика Саха-Якутия. И Шамурадов Арслан, И Туркменистан. туркмен Арслан Самурадов Third тоже place, завоевывает Омаров бронзовую Эльмар, медаль. Republic of Вот они Saha, оба перед Russia. вами. Шамурадов Арслан, Цветы вручают Туркменистан. Эльмару Омарову и Арслану Самурадову. За второе место награждается Сергей Клюев, Сибирский федеральный округ. The second place, Сергей Клюев, Siberian Federal Сергей District, Клюев перед Russia. вами. Обладатель серебряной За первое медали. место награждается И триумфатор этого поединка Ингиз The first Матмусаев, place, Ilgiz Республика Матмусаев, Кыргызстан. 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 Поздравляем Ильгиза с этой победой. Медаль уходит в Кыргызстан. Ну а наш боксер Эльмар Омаров становится призером шестых международных спортивных игр «Дети Азии». Удостаивается бронзовой медали. Его тоже поздравляем. церемония цветочного Поздравляем награждения всех победителя и призеров победителей весовой игр. категории до 57 килограмм среди юношей. Следующая пара, которая выйдет на ринг, это Илья Мелешин, представляющий Дальневосточный федеральный округ, И Аят и Мартих. Аят Мадзинтаев, Казахстан. The referee for the next pair of participants is Aziev. Judges are Umarov, Мынта, Судьи Минакова, Оморов, идут к рингу, уже готовятся. Рефери 13-й пары Азиев, боковые Умаров, Мынта, Минакова, Оморов, Биямбаяр. To the ring invited boxers of weight category 63 kilos, Ермахан Джакбеков, Казахстан, Яков Макушев, Siberian Federal District. Вот перед вами спортсмены. Приглашается на ринг В красном весовая углу категория Илья 63 финальная пара. Джакперов, вернее Эрмахан Жакбеков Жахпетов и и Яков, Яков Макушев. Макушев с синего угла. Весовой категории до 63 килограммов. In red corner, Перед вами Ермахан Эрмахан Джакбеков, Жакбеков. Казахстан. в красном углу Ермахан Джанпехов, Казахстан. Из синего угла выходит на ринг In blue corner, Яков Макушев, Макушев, Siberian Federal District. Сибирский федеральный округ. Яков Макушев, Россия. Сибирский федеральный округ. Ведь эти спортсмены в полуфинальных встречах оба одержали достойные, убедительные победы. И сейчас будет интересная встреча в этой весовой категории. Мы думаем.
Так, боксеры готовы. Сейчас начинается первый раунд. Яков Тахер Эрмахан Жахпетов, Яков Макушев. Красный угол Эрмахан. В синей форме выступает Яков. Ну, ребята сразу пошли обменяться ударами. Оба боксера правосторонней стойки боксируют. Оба левши. Вот. Боксер из Казахстана в красной форме старается контрдействиями встречать своего соперника. Ну, попал пару раз. Сейчас тоже неплохо контратаковал. Надо с ударом идти, мне кажется, боксеру из Уральского федерального округа. Сибирского федерального округа. Простите, Сибирский федеральный округ. Кстати, они оба с тех команд, которые идут впереди в общем медали емкости по всем видам спорта. На первом месте Сибирский федеральный округ, на втором Казахстан, на третьем Якутия. Ну, сейчас как изменил за этот день, к концу дня подведут итоги. Ну, скажем, наши спортсмены внесут свой вклад. 4 золотые медали принесли боксеры для сборной Якутской республики. Республики Саха-Якутия тоже. Вот. Эрмахан атакует, активнее действует. Яков тоже неплохо контратакует. Не надо спешить, он что-то вперед поддался и достал в близком расстоянии своего соперника встречной контратаки. Чуть пораньше начать или чуть-чуть перед вами отойти надо Эрмахан Жакпеков, Казахстан. Родился в городе Семей. 2000 года рождения. Чемпион Республики Казахстан 2016 года. Победитель международных турниров в Грузии и Баку. Грозный соперник. Вот они готовились, видимо, сборная Казахстана. Они ездили перед этими играми, да и все перед первенствами Азии и мира среди юношей. Они вот пару странах, Баку и Грузии, сели на международный турнир. Сейчас наша олимпийская сборная команда провела в Сочи заключительный третий этап подготовки, и последний еще этап соревновательный будет проводиться на Кубе, куда собираются наш боксер Василий Егоров и его тренер Артур Иннокентьевич Пахомов. Они должны полететь скоро на Кубу. Олимпийские игры, повторяю, начнутся 6 и закончатся 14 августа. Боксерский турнир имеется в виду. Тем временем очередной раунд мы видим. Очередной раунд мы видим. Бой идет только в равном ключе, как говорят. Вот, ну, Казахстане сейчас несколько раз провел серию ударов и 2 точных удара по голове боковыми ударами достал. Судьи все посчитывают. И в конце боя они несут свои решения. Вот попал тоже сбоку справа боксер синего угла. Так, нейтральная позиция для нас вот этих. Обмен ударами идет. Боксер синего угла попадает с дистанции. Ему не надо подходить близко. Вот видите, подходит близко и теряет свои преимущества работать на дистанции. В близком расстоянии казахстанец лучше выглядит.
Вот. Поправляет свое положение боксер синего угла. Это во втором раунде. Сейчас перерыв перед третьим раундом. В синем углу вы видите Макушева Якова, спортсмена из Сибирского федерального округа. Вот мы в замедленном повторе видим, как он ведет бой. Бой на равных, в принципе. Но некоторые маленькое преимущество имеет казахский боксер. В конце раунда он поправил синего угла боксер. Да. Свое положение. Ну, сейчас судьи все посчитывают. Начинается сейчас решающий заключительный раунд этого поединка. Синий угол Сибирский федеральный округ, красного угла спортсмен из Казахстана. Весовая категория 63 килограмма. Очень многое будет зависеть от течения этого раунда. Кто более правильно построит заключительный период, раунд этого поединка, тот должен одержать победу. Но оба пока так не думают, стараются нанести как больше ударов, и не попадают оба. Как бы возня получается в начале раунда. Надо бить. Дистанцию надо нанести удар синему углу. И подходить близко. Вот он достает же, вот дистанции достает же. Вот еще надо атаковать и подходить близко. Вот. Казахстанец с уклонами подходит. Вот тут он тоже упускает моменты для ответной контратаки. Вот. Попался казахстанец. Эрмахан Жакбеков пытается найти ключ к своему противнику. Он старается, чтобы его соперник боксировал по его правилам. Достойные соперники. Так, Эрмахан, Яков. Оба равного уровня спортсмены. У кого сейчас кто правильно построит тактику и кто больше будет наносить точные удары, тот одержит победу. Позади третий раунд. Судьям решение последнее. Перед вами казахский боксер Эрмахан Жакбеков. В принципе, он пытался сделать все возможное, чтобы одержать победу в этом бою. И его противник Яков Макушев тоже не промах, отвечал. И сейчас мы узнаем, кто будет победителем в этой паре весовой категории до 63 килограммов. Да, действительно, казахский боксер Эрмахан Жакбеков становится победителем и уносит золотую медаль в свою родину, Казахстан, город Семей. Это маленький городок, наверное, я такого в Казахстане пока еще не слышал. Городок Семей, и он украсит коллекцию этого боксера. Успехов ему в дальнейшем. И мы видим, как шел к победе. Он был точнее, инициативнее. И заслуженно, скажем так, одержал победу в этом финале весовой категории до 63 килограммов. И становится победителем 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». Молодец.
разных ракурсов вы видите, как шел бой. Тем временем в спорткомплексе Дохсун идет цветочное награждение победителей предыдущей пары. Награждение производит Алексеев Петр Вячеславович, генеральный директор Республиканской инвестиционной компании, президент Федерации бокса Республики Саха-Якутия. Flowers will be presented by Alexeyev Pyotr Vyacheslavovic, General Director of Republican Спортсмены Investment готовы. Company, President of Saha Начинается Republic церемония. Boxing Federation. За третье место награждаются И на третье место приглашают спортсменов. Это и Фатхулин Ильнур, Татарстан. Гладышко Константин из Рожешко Константин, Дальневосточного федерального Federal округа District, Russia. Фатхулин Ильнур, the Republic of и Tatarstan, Ильнур Russia. Фаткуллин За второе из место Республики награждается Татарстан. Глеб Они становятся Мамаджанов, Уральский обладателями федеральный округ. бронзовой медали. Глеб Мамаджанов, И Урал на вторую Federal ступень District, пьедестала Russia. выходит За первое место Глеб награждается Мамаджанов. Назар Андреев, Республика Саха-Якутия. И триумфатор Назар Андреев, весовой категории до Republic of 60 килограммов Russia. из Республики Саха наш земляк Назар Назар Андреев. Андреев. Завершена церемония цветочного Спасибо парням, что награждения победителя демонстрировали и призеров по боксу. Весовой категории до 60 добротный килограмм бокс. среди юношей. обильными ударами, At the end of the flower тактико-техническими ceremony of boxing, действиями. weight category 60 kilos boys. Следующая весовая категория, которую я ошибочно назвал вам The ранее, referee это for the next pair of э, participants, Шашков, Илья Дядя Мелешин Крутасов, из Дальневосточного федерального округа Павлов, и Аят Егоров, Марджентаев Конев. из Казахстана весовой категории до 6 килограммов. Скоро боксеры появятся. Их запускают специально через ворота центральные. To the ring are invited finalists of weight category 66 kilos Илья Мелешин, Varisyan Federal District, Аят Маржикпаев, Казахстан. Вот они перед вами. На ринг приглашается Илья Мелешин, Илья Мелешин и Аят Марджикпаев. Аят Марджентаев перед вами. Судья рефери на ринге уже стоит на своем месте. Поднимаются спортсмены с красного угла. Илья Мелешин. In red corner, Илья Мелешин, Varisyan Federal District. Дальневосточный федеральный округ. Илья Мелешин. In blue corner, Аят Маржикпаев, Казахстан. Аят Марджентаев с синего угла. Спортсмен из Казахстана. Болельщики Казахстана уже начинают подогревать своего боксера. Ну, значит, начинается первый раунд в красной форме, в красном костюме, значит, Илья Мелешин, в синем Аят Маржиктаев.
Дальневосточный федеральный округ красный в форме, синий Казахстан. Ну, бой начинается также нормально, без всяких разведок. Начали выяснять так сразу, кто сильнее, мне так кажется. Илья Милешин руки также свободно держит. Ну и подходит и старается контратаковать. Вызывает его. Спортсмен из Казахстана ждет. Пусть он подойдет к нему. Но вовремя он его не встречает, не контратакует. Ни ответные, ни встречные удары не наносит. Эти спортсмены до начала финальных поединков провели достаточно хороших бои провели и вышли в финальную часть наших соревнований. Илья Милешин как-то не спешит, он торопится. Там оба начали вот в клинче возиться. О, раунд закончился. Первый раунд позади, в красном углу Илья Милешин. Он перед вами представляет Дальневосточный федеральный округ из города Магадан, победитель своего округа 2016 года. Мы видим, как он начинает боксировать в первом раунде. Вот удар его достигает цели, но чуть смазанно, но достигает левый боковой. И начинается второй раунд боя в 66 килограмм между спортсменами БВФО и Казахстана. Дальневосточник, он представитель города Магадана. В предварительных боях он тоже хорошо проводил. Мы полуфинал показывали, даже он тоже нормально в боевом таком стиле провел поединок и одержал победу. Ну, казахстанский спортсмен более сильнее, чем в полуфинальных встречах и четвертьфиналах. Ну, сейчас посмотрим. Молодец вообще-то дальневосточник. Ему надо закрыться и опережать надо побольше. Казах не подпускает его. Сейчас уже второй раунд уже другую тактику принял. Держит на дистанции, на расстоянии и хочет встречать справа. Вот, но у него тоже не получается эта тактика. Вот, хорошо сейчас ударил. Вот. Он держит и встретит где-нибудь удобный момент. Вот, тут не получилось. Магаданцу надо самому начать первым. Он идет к нему без удара, и он его встречает. В ближнем бою. Сейчас боксеры работают. В ближнем бою никаких преимуществ. Никто. Толкались, да и отошли друг от друга. Логики казах тоже. Нет, опять сблизились. Ближний бой сейчас. Борьба. Понятная. Так, борьба. Непонятный бой получается во втором раунде. Так бывает в боксе. Боксер красным головой идет к сопернику. Судья есть. Вот так. И закончился второй раунд. Закончился. В синем углу Аят Марджикбаев. Он из Республики Казахстан, живет в городе Астана.
чемпион республики, а также чемпион международного турнира Тбилиси и в Москве. Так что весьма успешный боксер. Несмотря на свой юный возраст, уже победитель 2 международных турниров и победитель своей республики. Казахские тренеры болеют за своего боксера. Вот секундант дает последнее наставление своему подопечному, как вести бой, как боксировать против своего соперника. Начинается завершающий раунд. Казах сейчас будет, мне кажется, на дистанцию уходить и стараться встречать. Но он не двигается, на одном месте так-то топчется и ждет. А если он, боксер, соперник его не атакует, он стоит все равно, не разрывает. Вот. Надо разрывать дистанцию, надо. Вот, видишь, не успевает отходить. Молодец, молодец, магаданец. Илья Милешин уже начал, так сказать, агрессивно работать. Ну, так-то хорошо работает. Милешин вот третий раунд, преимущество у него видно. Казах ничего такого не делает. Начал было так с дистанции его ждать и встречать. У него этот стиль не прошел. Надо работать, оттолкнуть и работать. Команду не слышать. Второй тоже. Без удара бросаться. Вот, хорошо. Все-таки должны болеть за своего федерального округа, за своих соседей магаданцев. Ну, бить надо. Ну, в близком расстоянии находится. Вот, не отходите, бить. Вот, хорошо. Ну. Завершается 3 раунда. И вот мы видели вполне равный бой между представителем Дальневосточного федерального округа и казахстанцем. Сейчас мы узнаем, кто из них более точен, более настырен, более был близок к победе. Об этом вердикт вынесут наши судьи, которые сидят около ринга. В принципе, они оба достойны. Ну, я хочу, чтобы подняли руку магаданскому спортсмену. Спортсмен из Дальневосточного федерального округа. Ну, я просто мое желание. И действительно, он был точнее, чем наш. Да. Ну, бой был равный совсем, но я рад. Победу одерживает Милешин Илья Милешин из Магадана, представитель Дальневосточного федерального округа. Мы поздравляем его с этой победой. Также благодарны казахскому боксеру Аяту Марджикпаеву за то, что он вполне квалифицированно и на уровне боксировал за чемпионство в этом финале. Вот вы видите, как напряженно проходит финальный бой, как судьи, как тренеры. Это Олег Саитов помогает ему, двукратный олимпийский чемпион. Да, легенда нашего бокса. Двукратный олимпийский чемпион и призер олимпийских игр. Попробуй проиграть, да? И через несколько минут начнется цветочная церемония награждения победителя и призеров 6-х международных спортивных игр «Дети Азии» по боксу. Весовой категории до 62 по-моему, начинается очередная цветочная церемония награждения победителей
боксерского турнира 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». После награждения ожидается встреча в весовой категории до 70 килограмм Салим Саид, Ирак, и Илья Богатырев, Сибирский федеральный округ. Поздравляем Магадан Магаданского с победой. спортсмена Илью Милишина. Олег Саитов подчеркнул, что боксерский турнир весьма квалифицированный, качественный. Он подчеркнул, что очень такие школы азиатские, корейские, казахские, российская школа бокса, киргизская, все это в очень высоком уровне представляют представители юноши. Он похвалил, что это уровень спортсменов. Мы видим на пьедестале почета в бронзовом призером становится наш спортсмен Аян Ксенофонтов. И рядом с ним стоит Хан Сан-Гюн, представитель сборной команды Кореи. Это весовая категория до 63 килограммов. На второе место выходит За первое место награждается Эрмахан Джакбеков. Яков Макушев, и победителем объявляют Эрмахана Джакбекова. Вот все победители перед вами. Традиционная фотосессия, и ребята поздравляют Ребята друг друга поздравляют. с победой, с Молодцы, хорошим выступлением молодцы, ага. на этом В других боксерском весовых турнире. категориях такого не было. Да. Вот так Вот это должно и быть, есть ага. проявление Ага. духа Ну, дружбы, игр дружбы, «Дети сотрудничества. Азии». Да. Спонсор трансляции соревнований – Якутская национальная компания «Камелек». Посуда, сувениры, подарки.